Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 6 ноября 2023 года, 20 часов уже по Берлину, 21 час по Джохару. Я вас всех сердечно приветствую. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. Так, всех я вас приветствую. Бек, Буря, Горский еврей, Маведин, ПРИИ, Светлана, Хорзум, Хамзат, Довели. Валейкум ассалам, я вас всех витаю, дорогие мои. То же самое касается и всех, кто смотрит нас в ТикТок, друзья. Начинаю наш стрим, как обычно, со сводки с фронта от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено 880 оккупантов, 4 танка, 5 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 20 БПЛА, 2 крылатые ракеты, 14 автомобильной техники. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья. Все, что можно сказать по этому поводу. Как мы видим, в живой силе, в силе потери у оккупантов большие. Хотя техника, танки не так, как обычно, много их. Сбито 2 крылатые ракеты, хотя уже позже поступила информация. Это информация на где-то 7-8 часов утра. Вот эта информация, которая нам выдается Генеральным штабом. А потом уже были еще атаки крылатыми ракетами. Мы сегодня слышали, я тебя читал. Я сегодня читал. Аса, я тебя приветствую, мир твоему дому. Израилов, Рома. Шалом, Роман. Шалом, спасибо. Взаимно и вашему миру, и вашему дому мир тоже, друзья. Андро, сам себе царь, Шамиль, Владимир, Георгий. Всех я, друзья, приветствую. Всех, кто вновь вошел в наш эфир. Друзья, я прошу вас распространить ссылку и в ТикТок, кто нас смотрит, и в YouTube. Расшарьте, разошлите ссылку на наш стрим, потому что, как мы знаем, мы запрещены, наш канал YouTube запрещен на территории фашистской России, и нам всячески мешают. И сейчас опять началась вот эта такая тягучая такая их атака, они подписываются и одновременно отписываются, это у них такая привычка, ну, такой лайтс вариант у них такой. Они одновременно там несколько десятков подписываются и потом сразу же отписываются. И таким образом YouTube, компьютер YouTube, робот YouTube говорит о том, что канал неинтересный. И вот это вот систематически ты наблюдаешь точно так же. И, ну, очевидно просто это мне, я, особенно который уже привык. Плюс я много баню, потому что очень много оскорблений, угроз, там всякой вот этой туфты. Фабрика троллей напущена на нас. Я напоминаю, что фабрика троллей, она существует не только в Санкт-Петербурге, она существует в Адыгее. Яблоновский есть такой поселок. Оттуда, кстати говоря, есть те, кто вещают в ТикТок. Есть люди, которые там сидят под видом чеченцев. Чаще всего это девушки бывают. Они вещают под видом чеченок. Чаще всего они не чеченки. Им говорят так поверхностно, так на чеченском языке, там используют русский язык и вперемешку. Я тоже иногда так разговариваю, но я это более глубоко могу говорить на чеченском, а не так поверхностно. Такие общепринятые фразы, и используется русский язык.
Вот такие вот образом они всячески нам мешают, но поэтому прошу вас содействовать тому, чтобы нам не мешали, чтобы раз мы боремся, должны бороться по-настоящему, правильно? До конца выкладываться на 100%. Так, Хамзат, Алан, демократ, валейкум салам, Ашфаоль, демократ, Алан, Шавига, Хорзум, лайк и репост готов. Спасибо, Хорзум, ты настоящий друг. Как у вас там в Америке? Аслан, привет. Вчера было сообщение о том, что человек захватил учреждение в Гамбурге. Ты знаешь что-нибудь об этом случае? Михбак. Да, была такая информация. Мужчина захватил, это он со своими детьми был, он пытался уплыть или же как-то каким-то образом бежать. Не знаю, что-то у него там с нервами случилось. Это не был никакой террористический акт. И его вот нейтрализовали. Вроде не убили, задержали, там что-то случилось. Ничего такого особенно серьезного. Такие случаи, эксцессы, они бывают иногда. Ставим дерзкие лайки, распространяем по-мужски. Во, Владимир, четкий подход. Это надо так их спровоцировать, чтобы согласились. Каждому нужен свой ключ, как говорится, каждому сердцу. Там целый цех троллей. Да, Хамзат, кроме того, что вот тролли есть в Адыгее, вот этот цех, который есть, также есть в каждом отделе полиции во время оккупированной Чеченской республики Ичкерия есть 2-3 сотрудника вот этой оккупационной полиции, там, или кто у них они там, которые постоянно сидят в интернете и вот религиозную тему они толкают. У них чаще всего ники такие там, арабские, там с арабской вязью ники, или же буквы латиница, ну что-то там Халид бин Валид, Валид бин Малид, там вот такие вот вещи. И у меня человек один, который зашел как-то, не буду сейчас какую соцсеть говорить, зашел в одну из соцсетей, написал, сразу же он их вычислил, он их очень хорошо в этом разбирается, он сразу его вычислил, и там начал к нему придираться, давай там, что-то, ну как, задирать его как-то начал. Тот говорит, ты кто такой, что это? Говорит, я там какого, 6-го полка, что ли, или там 7-го полка, там 3-е, 10-е. Тот говорит, ну тогда звони на этот номер, я с 3-го полка. И вот этот Халид бин Валид, ну условно, я не помню его сейчас, ник какой был, он сразу же говорит, я там 6-го или с 3-го полка, ты там туда позвони, там туда-сюда, да, там не мешай, там я занимаюсь своим делом, там, и так далее. Моментально он его раскусил, моментально вывел его, и тот сразу же сам выдал, что он. Они и так друг с другом общаются, друг друга уже знают по никам, там 3-е, 10-е. У нас здесь бывают такие же товарищи, много-много разных у них сим-карт, много делают. Вот такой был Адам Грузинский, вы помните, да, такой был чувак. Этот чувак очень клялся мне, что он идейно за нас, просто вынужденно там находится, там туда-сюда. И сейчас он активно топит за Ахмед Закаева, да. А я его как бы, я ему пообещал, что я его не буду разоблачать, его имя, все я говорить публично не буду, и тогда он мне признается, кто он. Он признался. Поэтому я вам не скажу, кто он. У меня есть его имя, фамилия, фото, все имеется. Но так как я ему обещал, я не буду его публиковать, так как ничего, как бы, в принципе, не изменит, а только нарушит мое слово, да. И сейчас он активно, и есть его там дружки, которые вот к нам сюда заходят, тоже якобы они тоже мои сторонники, и наши сторонники. Ну вот такая вот. Интересно бывает за ним наблюдать. Ну, алейкум ассалам, война, шавига машуоршу, ижери. Что хотел сказать Джохар, когда мертвые начнут возвращаться сам? Я не знаю, почему Джохар такие вещи говорил, и все, что он говорил,
оно имело какой-то такой подтекст, который через 10, 20, 30 лет осуществляется. Я не знаю, если только он Богом не был наделен какими-то особыми какими-то качествами, не может такого быть. Я вас уверяю, друзья, те люди, которых мы считаем, что они уже умерли, а что их нет, мы их будем видеть в ближайшее время. Скоро они будут, мы всех их будем, ну не всех, а некоторых мы будем видеть. И это очень странно, да, откуда он это знал. Видимо, или опыт такой, или такой проницательный мозг, не знаю. Жаль, конечно. Жаль, что его нет. Жаль, что его с нами нет. Мы чого үйшархуенес. Мы чого исан болнах үйшархуен. Но дел джагаря дезандат свой ук. Вай мқамма джагару хилли даган джагар давалча даган дукугалч дега бодег дич джагаруч. Страшно дугалч дега. Давайте подумаем так, смотрите. Только лишь то, что нас в Сирию вот так как пылесосом собрали всю самую думающую молодежь, самую пассионарную молодежь с Европы пылесосом просто собрали и отправили в Сирию. Некоторые говорят, там 5000 чеченцев погибло, некоторые говорят 10-11 тысяч чеченцев погибло. Некоторых возникли колоссальные проблемы, кто еще живой вернулся. Здесь с местными органами возникли, потом еще фашистская Россия и во временно оккупированной Ичкерии возникли проблемы. Считай, некоторых из них даже сделали там своими агентами, там 3-10 часа. Представьте, какая ошибка, какая дорогая эта ошибка. Вот сейчас, вот в настоящее время 5000 или Кадыров говорил, 5000 погибло там наших людей, по-моему, если не ошибаюсь. 11 тысяч, а другого человека ты слышал тоже. Ну, если даже взять эти 5000, минимально то, что взять, ну, это колоссальный удар. Это взрослый мужчина от 20 до 30 где-то лет, до 40 лет. Самые пассионарные, вот сейчас то, что нам сейчас нужны, эти люди, вот их нет сейчас, да, просто нет. Просто все их родственники понесли. И мне лег ударю задуматься, да, еще. И их созывали, тот, кто их созывал туда, в Сирию, они среди нас сейчас живут здесь, в Европе живут, Кавказ-центр самый активный был. Он существует. Представители Кавказ-центра здесь в Европе живут. Кавказ-центр и его представители живут в Турции. Я не знаю, как это может быть так, что вот так нас используют, бросают, призывают, и никто не несет за это ответственность. Пока мы не будем привлекать к ответственности тех людей, кто вот это совершает, до тех пор нами будут вот так пользоваться. А для того, чтобы, например, вот сейчас начинаем мы говорить, там, призывать, там, не идите там туда, не делайте это, не делайте то, нам не верят, мы новые в этом деле, плюс нас постоянно пытаются дискредитировать, там, связан с ФСБ, там, засланный, там, он не мусульманин, он там враг мусульман, он там американец, там, еще что-то, еврей, всякое, чтобы вот отторжение было, чтобы человек не посмотрел тебя, чтобы не послушал тебя. И для того, чтобы добиться внимания, добиться доверия у нас, нужны годы, потратить годы, нужно пройти испытания определенные, да, в этом во всем. И потом тебя еще и ликвидируют, и потом опять нету этого человека, и снова надо нам набирать опять этот доверие, потенциал и так далее. А те, кто нас призывает и работает против нашего народа, зарабатывают на этом деньги, они не просто ж так это делают, они получают колоссальные деньги, они конкретные деньги получают.
все вот эти лидеры, так называемые, они богатые люди, их не убивают, настоящих лидеров, независимых лидеров убивают, а вот эти почему-то живы, их прикрывают там турецкие спецслужбы, там русские спецслужбы, там еще кто-то. Они живы и дальше, знаете, вот тот же самый козел-провокатор, который ведет на бойню. Вот такие вот вещи происходят. Я, знаете, что думал? Я, конечно, правозащитник, и я категорически против смертной казни. Но я знаю, что вместо того, чтобы 5000 человек у нас погибло, наверное, нужно сделать так, чтобы вот эти там, ну, может быть, их 20 человек, 50 человек наберется. Вот эти 20 или 50 человек, наверное, их нужно как-то остановить. Не дать им отправить 5000 на убой просто наших людей. Ишцахум духар, да, цхалум духар, валаца сунам. Я не знаю. Я не знаю. Ладно, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Ставим дерзкий лайк, подписка и отписка дает теневой бан. Алгоритм YouTube думает, что ты накручиваешь подписчиков. Вот оно в чем дело. Я не знал. Пар ИИ. Ты сменил бы ник мне тебя, читать удобнее было бы это. Наверное, да, тебя можно читать. Ну, я вот знаю, что вот этот процесс постоянно происходит на моем канале. Иногда бывало там, знаете, там 50-100 человек одновременно подписываются. Ну, 30, 40, 50 бывало там 100 человек подписывалось. И потом и отписываются. Сейчас уже поменьше, сейчас уже там 20-30 человек. Видимо, это один человек даже делает. У него несколько аккаунтов, десятки аккаунтов. Чик-чик-чик, подписался, отписался, подписался. Ну, вот, может так это делается, не знаю. Но то, что они всячески там пытают, мешают. И пару раз было то, что когда вот сейчас в Украине выяснилось, что американские блогеры, их заносили по просьбе ФСБ, передавала СБУ, СБУ передавала ФБР, ФБР заносила их там в бан. Там как-то что-то там, YouTube передавала, и YouTube заносил в бан. И тогда наш канал, вот когда эта вся схема раскрылась, оказывается, вероятно, наш канал тоже, вот этот YouTube канал наш, находился вот в этой системе, где нас заносили в черный бан, или там серый бан, или как у них это называется. Тогда у нас отпустило. И сейчас нам разрешили восстановить. Я прошел какую-то там программу, и теперь у нас будет даже реклама восстановлена. То есть будет монетизация, будет реклама на нашем канале, просмотры будут приносить какие-то деньги, и реклама будет показываться. А если показывается реклама у тебя на канале, то YouTube выводит твой канал такой цивилизованный, в белый свет, короче говоря, и ваши видео как бы уже рекламодателям интересны, и, соответственно, вас везде рекомендуют, и начинает расти этот канал. За все это время ни у Фейкина, ни у Арестовича, ни у Невзорова, не то, что в России их не запретили, даже вот эта реклама у них не убрана. Понимаете? Даже реклама у них есть на этих каналах. Ну вот, делайте выводы, кто работает на ФСБ, кто работает на ГРУ. Как-то так. Давайте, друзья, сейчас почитаю ваши комментарии. Какое у тебя мнение по Эрдогану? Возможно ли это будет госперевод Турции? Ведь Эрдоган не угоден США и НАТО. Он поддерживает Хамас. Алан, знаете, я вообще не верю Эрдогану от слова совсем. Вот просто совсем я ему не верю. Вот этот трюк с сжиганием Корана в Швеции перед турецким посольством, или разорвал этот Коран, он окончательно просто разубедил меня в том, что Эрдоган просто абсолютно такой же, как Путин. Поэтому
В принципе, все политики, наверное, такие, я просто не знаю. Поэтому я не знаю, против он США или против он Израиля. Говорит якобы против. А, а, может специально это делается для того, чтобы контролировать те силы, которые реально против Израиля, реально против США. Может реально он против. Поэтому я не знаю, будет там госпереворот, поддерживает он Хамас, может поддерживает, а может делает вид, что поддерживает. Поэтому я не знаю, честно, если честно. Я знаю, что Эрдоган не тот человек, которому я бы хотел бы доверить судьбу своего народа, или чтобы как-то иметь с ним дело. Вот просто никак не хотел бы я иметь с ним. Потому что я считаю, что человек очень-очень мутный чувак. Да, он. Шишани 95. Да, демократ. Типа Шишани, Машани, там разные у них ники бывают. Так. Прочел, что они на пропаганду тратят 336 миллиардов по всему миру. Вместо того, чтобы жить хорошо, они платят, чтобы все говорили, что жизнь Рашки прекрасна. Но часть и на обеление всех их черных дел. Ну, как ты видишь, та система, которую они выстроили она работает. Вот эти тролли, вот эта пропаганда, они все как-то, ну, все равно работают. Вот посмотрите, например, на примере Украины. Ведь они добились того, что их не разбили полностью. Хотя они были на волосок, что их разбили. Они зашли, они сперва нахрапом, на понтах решили взять Украину. Это у них не получилось. И фактически они были на грани полного коллапса, полностью там деморализации полной. Но вот их пропаганда, они сами в панике были. Если вы обращали внимание, в разные периоды вот этого процесса, времени, вот этой войны, что Скобеева, что Соловьев, ну, каждый день, во-первых, они выходят в эфир часами, я не знаю, может, у Путина есть этот двойник или нет, но как минимум у Соловьева их парочку должно быть, потому что Соловьев, ну, просто днем и ночью просто вещает. И поэтому вот эта пропаганда, она все равно берет свою, она рабочая, она работает, вот долбят, они одно и то же. И мы предупреждали, я потом, ну, я думал, что, ну, наверное, там Америка, Англия, там украинские спецслужбы, украинские патриоты, ну, они знают, что делают. И вот Фейкина там пригласили, там Арестовича, вот эти люди сидят и вещают, и вещают, вещают. Ну, думаю, не буду лезть. Я и сейчас не хочу лезть, потому что сейчас я сегодня послушал Зеленского, говорит, ну, дайте нам хотя бы кредит, если денег не даете. Представьте, миллиард долларов просто своровали, это только что то, что за раз взяли, вывели и вообще ничего не купили. Это не купили там, например, там ботинки военные или бронежилеты там за $1000, а сказали там за 1500. Не так. Просто взяли тупо миллиард долларов, вывели и нет миллиарда. И никакого товара нет в ответ на этот миллиард. И сейчас он уже, вот сегодня я смотрел, я не знаю, фейк это было или настоящий, я просто в шоке был. Он говорит, дайте хотя бы кредит нам. Он дает интервью западному какому-то. Ну, я отрывок смотрел только. Поэтому я не знаю, почему это позволялось так долго. Мы говорили, нам не верили. Мы говорили, ну вот смотрите, тот же, например, президиум правительства. Я вновь и вновь буду об этом говорить. Вот эти люди побеждали Россию. Мы 4 раз отбили атаку, 4 агрессии. 5-я агрессия, вот сейчас оккупация, мы находимся в состоянии войны с фашистской Россией. Вот этих людей, да, с ними общаются там умные, там хорошие, там, не знаю, патриоты Украины общаются. Есть контакт, там общение идет, все такое. Ну, почему-то взять, вот, собрать всех настоящих чеченцев,
всех настоящих представителей стран Балтии, которые отлично знают, что такое КГБ, Россия, грузин самых настоящих взять, которые тоже по-настоящему, которые боролись. Они симулякры. Собрать их, создать какую-то идею, мощную идею. Она же у нас есть, правильно? Мы боремся против империи. У нас у чеченцев есть что сказать и предложить украинцам. У украинцев есть что предложить и сказать, свое есть. У стран Балтии есть, у грузин есть опыт и борьба с этой империей. Собрать этих всех людей воедино. Выделяется вот этот миллиард, который украли. Не говоря уже, сколько там еще украли. А еще там миллиарды украли. Выделить эти, не миллиард, а 100 миллионов на этих. Открыть посольство Чеченской Республики Ичкерия в Киеве. Ну, и вести работу, собрать настоящих чеченцев. Один настоящий чеченец, который искренне честен в своей борьбе, в своем понимании врага, вот этой всей системы. Он стоит 1000 других людей, которые там за деньги туда пришли, за славу туда пришли, там распиариться, или агентура какая-то. Ну, агентура это вообще во вред, как мы понимаем. Один человек 1000 стоит. И нет этого за почти 2 года. Сейчас в феврале будет 2 года. Через 3-4 месяца, 1 год, 8 месяцев, да, уже сколько? Почти, да. Но ничего этого не делается. Вот это все дело в пропаганде, которую ведет Россия. Ведет пропаганде. Вот сейчас, например, говорят, что Арестович уехал, за границу уехал. Например, если украинец увиливает или бежит от призыва в армию, его отсюда с Европы выдают. Дается запрос, его под белые ручки и отправляют в Украину. Все, давай, иди служи. А Арестович сбежал, его нельзя вернуть, что ли? Мне, знаете, кажется, вот то, что вот он уехал и его не арестовывают, его не сажают. Это похоже, знаете, на что? Такой договорняк. Ты уедь, как будто, ну, ты уже все засветился, ты уже, ну, мы сколько говорим, и то я это как человек, и очень осторожно пытался это говорить, очень осторожно, потому что, ну, не навреди, главный принцип не навреди. Я знаю, что там есть намного более информированные люди, чем я, есть патриоты, истинные, верные Украине люди, и у меня была, ну, как бы, ну, справятся, короче, без меня. Ничего не делалось, не делалось, сейчас он уехал и дальше вещает, сидит. Ну, как это вообще? Его нельзя задержать, если он в чем-то подозревается, в чем-то обвиняется, и привлечь. Можно, конечно, но это не делается. Не делается. И Франция выдаст, и Германия выдаст, все отдадут, если запросит украинская прокуратура. Но этого не делается. Генеральный прокурор, бывший генеральный прокурор Луценко, да, по-моему, была фамилия, который был генеральным прокурором, когда выдали Тимура Тумгоева фашистской России. Его вызвали со своей базы, быстренько оформили, адвокату сказали, утром приходите, а в этот вечер передали его России. Там фигурировало, по-моему, 70 тысяч долларов, что ли, за него заплатили. Там, ФСБшники, там кто-то, как-то они там сделали. Вот этот Луценко, бывший генпрокурор, сидит, общается с, как ее, Латыниной Юлией. Генеральный прокурор сидит, вещает, интервью ей дает. Россиянки. Я не понимаю просто, что происходит в этом мире. Просто не понимаю. Соловей, как его уважительно называет Гордон, профессор Соловей, сидит нам рассказывает сказки, что там Путин умер. Все понимают, что это глупость, полный идиотизм. А сам Соловей, сам Валерий Соловей, он профессор МГИМО,
мы все знаем, Московский государственный институт международных отношений. Это кузница КГБ, ФСБ, КГБ, тех, кого отправляют на Запад, там такие, всех там, других там не бывает в этом университете, в этом институте международных отношений. Он там занимался пиаром и там пропагандой. Представьте, самый матерый профессор, который собаку съел на пиаре и пропаганде, русский, это пропаганда, вот которую ты сейчас говоришь, 336 миллиардов они тратят на это. Вот этот Соловей сидит в Москве со своей конспиративной квартиры, вещает, это профессор, известный всем, чем он занимается. Его показывают на украинском телевидении с миллионными просмотрами у Гордона. Ну что это такое? Я не могу просто. Может, я чего-то не понимаю, может, я уже поехала у меня крыша, может, я чего-то не понимаю. Может, как это объяснить? Как объяснить? Гордон, этот Соловей говорит, что нужен котик. Он рассказывает, вы если его лекции посмотрите, как он объясняет, как нужно вести блогерскую деятельность. Котик нужен быть. У вас должен быть на сцене котик. На столе где-то вы его поглаживать должны. Что это вызывает человечность в человеке и так далее. И после этого я обращаю внимание, у кого котики появляются. И вот сидят люди там, котика гладят там, обязательно он где-то должен, именно во время съемок должен выйти в кадр, и ты его должен погладить там. И вот эти трюки, которые их обучают, не знаю, ну что, как быть, как это все объяснить. Добрый Джуиш, добрый вечер, всех я вас витаю. Так, давайте комментарии ваши почитаю, друзья. Так, где этот наш модер сумасшедший Адам? Нету его пока, горский еврей, пока нету. Он этнический грузин, этот Адам грузинский? Нет, он чеченец. Ну, по крайней мере, говорил на чеченском. Нет, он не грузин. Это такая легенда у него была. И зовут его не Адам. Вчера один на трансляции Борза Барзаев, антитеррор, назвал его имя его отца. Я не знаю, о чем вы сейчас говорите. Борз Барзаев, Султан Тепсуркаев является агентом влияния российских спецслужб. Таких очень много, практически все. Вы просто посмотрите, там сидят барышни, которые одели на себя платки, вот эти хиджабы, и топят за Палестину. Вот просто вы не через одну, вот кого вы там видите, и мужчин, и женщин, 9, 8 из 10. Это цеховики-блогеры, которым платят за то, что они делают. Борис Барзаев один из Султан Тепсуркаев один из них. Сейчас у него, вероятно, начались большие проблемы, потому что он слишком тут разошелся. Я как-то вам рассказывал, они, скучные они, да, ни о чем они не говорят, просто сплетни. Там, тут поболтать, там обязательно, им нужно постоянно конфликт, ссора, там что-то. Рубати, там есть еще один там парень, забыл его, Искарханов, по-моему. Они начинают активно друг на друга ругаться, это все там перемешку. И есть другие каналы, которые вырезают эти куски и выкладывают у себя. Вдруг вы не посмотрели, вдруг вам было лень смотреть, и вы не знаете, кто такой Борис Барзаев, там какой-то Эскерханов, Мискерханов, Мискерханов, 3-й, 10-й. И таким образом грязь, там, мат, оскорбления, ругань, шутки такие плоские, грязные. Вот это все создаются отдельные каналы, на которых все это выкладывается. И потом вы узнаете, ага, это вот это, там есть в Австрии, там фатишка такая есть одна тоже. Полностью на голову отмороженная мадам.
абсолютно тупые просто, абсолютно необразованные товарищи сидят и несут вот эту чушь просто. Главное вот представить нас идиотами. Вернее, они себя показывают такими, но как бы так складывается впечатление, что все чеченцы такие. И обычные чеченцы заходят, ну смотреть-то что-то надо, они говорят на чеченском языке. Многие чеченцы, не многие, но некоторые чеченцы не смотрят на русском языке и отторжение, и еще понимают не очень хорошо этот русский язык, и им проще на местном там каком-нибудь немецком, французском, еще каком-нибудь, и на чеченском послушать, особенно до старшего поколения. И вот таким вот образом у них вся вот эта идет тема. И таким образом, и когда нужно, вот эти все цеховики в один голос, если вы, если так за ними их мониторить, если обратить внимание, у них могут быть одинаковые майки, футбол, ну, с изображениями такими одинаковыми. Одновременно у них появляется нарратив. Я это, например, определяю по себе, когда они. Вот к нам сюда заходил один парень, абсолютный цеховик, как его. И вот этот человек там то плачет он, то смеется, заходит, говорит, я идиот. Он вот в прямом эфире ко мне сюда заходил и говорил, я идиот. Ну я типа дебил бовцу, идиот, что-то про такое про себя говорит. И, ну, вроде бы там он, Альфонс, он говорит, у него разные женщины, он там их меняет, там, они его содержат, там, и так, ну, и таким образом представляется, что это нормально, что это, ну, как бы, молодежь, которая смотрит на взрослого мужчину, ну, называть себя идиотом или дебилом и быть на содержании, ну, это нормально, как бы, оценивается у него. И вроде бы никакой политики они не говорят. Никогда они про права чеченцев не говорят. Никогда они не говорят то, что там творится. Иногда там кто-то может что-то себе позволить сказать. Ну так, на этом акцент не делается. Но когда возникает единая вот такая линия, вот я по себе это очень хорошо замечаю, они нам все объединяются, чтобы совершить нападки на меня. Например, сейчас поддержать Палестину. Когда бомбили Сирию, или когда убивают чеченцев, или отправляют, сейчас чеченцы находятся в самом ужасном положении. Сейчас чеченцы говорят, раньше как было, любая власть, что угодно, главное, чтобы нас не бомбили и не были вот эти зачистки. Когда Ахмад Кадыров перешел на сторону русских, до того русские устроили террор чеченцам, что чеченцы уже, а я постоянно мониторил, общался, прилетал в Чечню, общался там с родственниками, со знакомыми. И всегда задавал вопрос, как вы ощущаете, Кадыров там перешел на сторону русских, вчера он джихад России объявлял. Чеченцы говорят, да что угодно, главное, чтобы сейчас по ночам нас не похищали нашу молодежь, не бомбили нас русские самолеты. Там, ну, короче, геноцид, чтобы прекратился. И сейчас говорят, такого положения, как сейчас, чеченцы никогда не испытывали. Лучше пускай нас бомбить будут, говорят чеченцы. Пускай нас уже до этого состояния доводят людей. Понимаете? Потому что и никто об этих чеченцах не говорит. А вот представьте, если бы вот эти все блогеры, те цеховики, которые сидят и балаболят ни о чем там, если бы эти блогеры, цеховики, их там десятки, сейчас может быть уже и сотни, каналы разные там, если бы они говорили бы о правах чеченцев, кого отправили на войну, кого это сделали, кого там похитили, кого убили, кого заставили там что-то сделать, подписать там третье, десятое. Какой это был бы резонанс, какое внимание чеченского общества было бы к своей проблеме. Ну, чеченское общество не посвящается в это все. Говорят о чем угодно. Сидят какие-то вот религиозники. Появляются новые каналы, они тоже не обсуждают, вроде бы оппозиция Кадырова. Это оппозиция Кадырову. Это внутрироссийская, антикадыровская оппозиция за рубежом, которая здесь находится. Они не говорят о проблемах чеченцев. Они не говорят, что чеченцы находятся в ужаснейшем сейчас положении, психологически, моральном, тяжелом положении находятся.
Понимаете? Они не говорят, что чеченцы бегут массово, хотя все дороги перекрыты, очень трудно сюда добираться. И когда появляется какой-то маломальский канал, в этот канал они отправляют свою агентуру. И вот эти так называемые религиозники, религии они не имеют никакого отношения. Они даже к чеченскости не имеют отношения. Чаще всего это не чеченцы, потому что закончились чеченцы. Мы можем выявить чеченца. Потому что вся агентура чеченская, ее сразу же вычисляешь, где работал, чей ты родственник. Быстро мы, чеченцы, быстро между собой можем выявить таких людей. Вот эти люди сидят и нам рассказывают про халифат, про шариат, про что угодно. А тебя сейчас уничтожают, на войну отправляют. Никто об этом не говорит. Ни эти сплетники, балаболы, цеховики, ни эти якобы религиозники. Понимаете? Вот эта антикадыровская, внутрироссийская коалиция, которые сейчас объединяются, там, Закаевой, Макаевой, там, Джамбулат Сулейманов, там, еще какие-то, третий, десятый, вот эти все они объединяются. Их задача только лишь сесть на шею чеченскому народу в обмен, что они заменят Кадырова. Запад это устроит, Западу, ну, как бы, без разницы, главное, чтобы контроль был. Западу интересно вот Москва, Кремль, Россия, с ними как-то вопрос решить. А как внутри России там и будет решать кто-то как-то, их это как-то не очень волнует. Запад откровенно нас игнорил все эти 20 с чем-то лет. Абсолютно 25 лет, четверть века мы были отданы на откуп. После гибели Джохара Дудаева фактически все, на нас списали. Нас сказали внутреннее дело. Не только Хамас говорил, что мы внутреннее дело. Все говорили, что мы внутреннее. Это Германия говорила, что внутреннее дело России, геноцид чеченского народа. Израиль говорил, что это внутреннее дело и не лез туда. Ну, вот у каждого свои интересы были. Израиль боялся, что вот эти палестинские террористы возникать будут. Германия боялась, что газ им будет не по дешевке поступать там, или еще здесь начнутся какие-нибудь террористические акты, которые начнутся, которые уже начались, мы как уже видим. Там, тут мы слышим. Слава богу, сейчас, вероятно, неплохо работают местные спецслужбы, европейские и западные, и выявляются эти террористические акты. Поэтому ситуация вот такого вот плана, на который можно вот нарисовать, который можно вот увидеть. Она вот такая вот. Короче говоря, можно много говорить на эту тему. Нам, чеченцам, нужно как-то жестко пресекать вот эти все вот эти деятельности и так далее. Ты вот, Ирина, по поводу антитеррора сказала. Я не знаю, для чего антитеррор вообще свое лицо скрывает и свое имя скрывает. Если ведет такую деятельность, нужно открыто говорить. Если ты не веришь в Бога, если ты не веришь в Коран, ну не бойся, ты же смелый чеченец, говори прямо. Не надо скрывать. Например, сидят в Телеграме. Вот есть ЧДП такая партия, такие группа лиц, общественники, которые изображают из себя там чуть ли не власть. Параллельно они себя уже возомнили. Там есть товарищи. Лиц нету. По голосу, вот вы говорите ассалам алейкум по телефону. Все, ваш голос, как ваше лицо, как ваш отпечаток пальца, спецслужбы определяют моментально. Там сидят люди, но не показывают своих лиц. Так вот, если ты говоришь своим голосом, то тебе нет ни малейшего смысла прятать лицо. Спецслужбы, российские спецслужбы, сразу узнают, кто ты. Моментально. Поэтому никакого смысла тебе спрятать от них лицо у тебя нет. Только от нас. А если ты от нас прячешь лицо, так в таком случае мы просто можем узнать, что если он прячет лицо от нас, значит у него не все чисто. Значит этот человек является подозрительным. Потому что он только от нас. У нас-то нет такой возможности по голосу определить, кто этот человек. Понимаете? И вот эти вещи, какой смысл антитеррору скрывать? Его голос
вот которая программа, которую он меняется, устанавливается 2 секунды, вот так. То, что против него, вероятно, могут сделать какую-то провокацию, я в этом не сомневаюсь. Один из того, кто это сделает, это Тумсо Абдурахманов, который сам, конечно же, ничего не сделает. Это очень трусливый чувак, агент российских спецслужб, но это очень матерый пропагандист и провокатор, на котором, ну, я думаю, сотни и тысячи загубленных чеченских жизней. Он занимался прослушкой, переводами и так далее. И вот этот Тумсо, агент вот этих российских спецслужб, он найдет какого-нибудь полезного идиота, чеченца, который считает, что он какой-то ярый, радикальный мусульманин, и он будет ряды мусульман чистить. При этом этот ярый мусульманин не задастся мыслью, что он живет в Европе, получает пособие от ненавистных кафиров, которые так же, как и антитеррор, могут быть язычниками, безбожниками, кем угодно. Врагами даже мусульман могут быть. Он берет у них социал, он идет в магазины, он стрижется у них там, одежду их носит там, и так далее. Живет, получает газ, свет, все от ненавистных кафиров, там, сметаны, молока, там еще как других молочных продуктов. И вот такую провокацию могут сделать, чтобы представить, ну, ему объяснить вот этому идиоту, религиознику, что он какое-то богоугодное дело делает. И на антитеррора или наподобие на антитеррора совершат какое-нибудь нападение. Например, есть в этом интервью, в ТикТоке есть один парень, который прямо говорит, что он вышел из ислама. Он якобы чеченец, я не знаю, чеченец он или нет. Он говорит, что я не мусульманин, я вышел из ислама, все, мне это не интересно. Он говорит. Не вырезайте этот кусок и не говорите, что я это сказал. Сразу говорю, это говорит вот этот чувак. На него никто не набрасывается. Его никто не хочет ему отрезать голову. Ему никто ничего не грозится. Он сидит там, какие-то там развлекательные вещи там говорит. Ему наоборот пытаются ему объяснить там, вернись в ислам, там, ты ошибся, третье, десятое. Он тоже приводит какие-то доказательства, что в исламе есть противоречия. Где-то там еще он какие-то противоречия находит. Я не вникал просто, я просто посмотрел и сделал выводы о человеке. Он к нам сюда тоже, кстати говоря, иногда заходит. И вот такие вещи, я не понимаю, для чего это делается. Вот опять же, возвращаясь к ЧДП. Эти ребята собрали каких-то непонятных людей вокруг себя. Абсолютно там есть, ну, идет не просто дискредитация, сами себя они уже дискредитировали, ЧДП. Они дискредитируют мусульман, ислам они дискредитируют. Вместо того, чтобы попытаться сделать этот ислам хорошим, они собрали вокруг себя вот этих воинствующих атеистов, еще начиная с антитеррора они себя начали дискредитировать, и вместо того, чтобы как-то прямо, открыто вести эту беседу, они дальше продолжают. Какие-то разные люди там собираются у них, и непонятно. Разные вот эти вещи обсуждаются. И они таким образом хотят понравиться Западу. Ну, если ты отказываешься от своего, то какой смысл нравиться Западу или не нравиться? Наша сила в том, что мы должны свое сохранить. Религия это наша, культура это наша, язык это наш. Мы за это должны стоять. Я так это вижу. Я не собираюсь отказываться от своего мусульманства, от своего суннизма, от своей национальности, не в угоду кому-либо вообще на этой земле. Потому что международное право, общечеловеческие принципы, они мне не запрещают это. Во-первых, я это знаю прекрасно. Наоборот, здесь поощряется разность мнений, разность культуры. Это круто, это красиво. Просто будь человечным, сосуществуй с другими культурами, с другими религиями. Не мешай никому. Не посягай ни на что. Не дели людей. Если убивают еврейских детей, что это хорошо. А если убивают палестинских детей, это плохо, это геноцид. Нет, в любом случае это плохо. Ты так должен относиться. Не говори, когда ты говоришь, и может кто-то это не замечает,
ну убереги там всех мусульман, так говорят. Значит, получается, если, например, немцы, которые здесь живут, какая-нибудь там, например, коронавирус какой-нибудь. Если коронавирус, там, убереги всех мусульман, ты говоришь, значит, немцев, которые меня здесь лечат, заботятся о мне, их не убереги, а Кадырова, который строит мечети, там, мусульманин, он самый хранитель Корана, еще чего-то там, кого-то, или там Кавказ-центр Удугов, который бьет себя в грудь, что он мусульманин. Значит, их убереги, а немца, который здесь, он не мусульманин, его не убереги. Так получается. Не нужно эти вещи говорить и делать. И если вот есть это фашизм, если вы так делите людей, если вы детей делите, если вы женщин делите, нигде в Коране не сказано, что еврейских женщин можно убивать, а палестинских, арабских женщин нельзя убивать. Или, не сказано так. Там сказано, не убивай вообще женщин, детей. Не убивай никого, кто не представляет тебе угрозу, не война там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я опять уйду куда-нибудь. И будет. Вот эти вещи нужно как-то объяснить людям. Объяснить нужно, понимаете? Нужно, чтобы мы поняли. Может, у меня не получается это объяснить. Может, я не такой хороший педагог, да? Хочется сразу, хук сразу заехать, да? Ну, посмотрим, да. Шучу, конечно. Так. Да ни один не сравнится с Джахаром. После него только Хазбулат был на высшем, после этого людей никого не ставили на высокий пост. Хазбулатов был на высшем посту врагом чеченского народа. Хамзат, приветствую вас, говорит горский еврей. Так. Асна, как думаешь, от кого больше пользы? От Байдена или Трампа? От США. Я не хочу влезать в это. Байден, Трамп. Я не американец. Был бы я американец, я бы влезал, влез бы в это все и разбирался бы. Мне нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки признали наш президиум Чеченской Республики Ичкерия и дали нам равные права в этом мире, чтобы мы, как нация, чеченская нация, имели свою армию, свою полицию, свою спецслужбы и могли защищать права нашего народа, наших людей, чтобы мы не были вот так по всему миру вот разбросаны, и кто хочет нас отправляют в Сирию, в Палестину, куда угодно, в Афганистан, там, Пакистан, еще куда-то. Поэтому мне без разницы, кто там. Хотя мой хороший друг Гарри Табах плотно топит за Трампа. И у меня нет оснований ему не верить, что он говорит. Потому что человек четко раскладывает. И как изнутри он знает свою кухню, вот эту свою американскую кухню. Он сам признал, что Чечне не дали свободу из-за него. Из-за кого не дали? Я что-то пропустил. Так, друзья, я перемотаю. Вот много комментариев. Хамзат, я для этого хочу разъяснить, чтобы Астан разъяснил, а то и особенно интересно, почему Астану претензии от американцев из еврейского как бы сообщества. Хамзат, я для того и хочу разъяснения, чтобы Аслан разъяснил это. А особенно интересно, почему к Аслану претензии от американцев из еврейского как бы сообщества. У кого ко мне претензии? Адам, отцу гумоматься боц, Ирина бочу, и комментарии удалять мои. Машола, Адам.
Давайте аккуратненько сейчас с этими нашими. Асан, добрый вечер, очень приятно вас видеть. Витаю вас, спасибо. Шумаш, Довой, Саламович, Асан, Хамзат, все остальные делись Ламашу рядом. Так, друзья. Сегодня вы активны, я смотрю. Про кражи, я слышал, они в последнее время США хотят давать именно только оружие, боеприпасы, ну и самое необходимое для войны. Программа Арестовича оставить за Рашкой захваченные территории и сесть за стол переговоров с Рашкой. Ну да, он, видимо, уже считает, что до конца уже украинцы выдохлись, устали и уже пора. Преступление, оставленное без наказания, порождает новое преступление. Совершенно верно, Богдан. Тот же Медведчук, кум Путина, что он делал в Украине? Гнул линию расистов, пользуясь случаем, что там демократия. Хорошо, что поймали уже и обменяли. Тумгоеву дали 18 лет. Да, Тумгоеву дали 18 лет и очень жестко его пытали, жестоко пытали. Эдам, мои, Ирина, сейчас вот у нее вроде нормальный комментарий, а ты их удаляешь, Эдам. Зачем ты это делаешь, а? При Союзе не было таких сроков. Максимальный срок был 15 лет, это тогда казалось вечностью. Да, не говори, Хамзат, тогда казалось, что это вообще... И это еще Луценко реально прошел самые горячие точки на фронте, показал себя как настоящий боец. Вот что с человеком, после этого чирикать с Латыниной. Я не знаю, Хорзом, знаете, я общался тут с людьми, с бойцами, с настоящими бойцами и нашими. И люди, которые вроде якобы проходили все там боевые там столкновения и так далее, на самом деле не проходили этих боестолкновений. Где-то там фиксировались, где-то что-то делали. Конкретно нужно, вот где ты участвовал. Под бомбами все сидели. Все сидят. И женщины, и дети сидят под бомбами. А вот реально, где ты в каких-то там штурмах был, где ты совершал вот ту или ту диверсию, там, нападение, там, атаку. Вот этого нету. Поэтому я не верю вот этим бойцам. Я вначале тоже верил. Там, говорят, я воевал, там, это. Ну, все, молодец. А теперь я уже не верю, да. Которого Маша уволь. Так. Мной заяц зависает интернет Астана. Не, вроде работает. Недавно смотрел ролик Фатир, она говорит, да, я аварка, ну и что из этого? Ну, хырю аварка, теряю, ну, дух бу, чухец, да? Каждый должен думать о своей родине, а не о Палестине, не о Израиле, не о другом. Ильгар, конечно. А сам против Хасунис. А сам безбожник, не представляешь, на пророк говорят, что хотят, на Аллаха говорят, Аллах сиис один умшующий Аслан. Да, конечно, они перегибают страшно просто. Чисто уже выпады, уже зацепить творяч. Да, и замбады где-то. Но видел шумма, да,
Там ши дицадуч ишане волес Гаски спецслужб хамахайцин голос метдалда и милу шадега 2 секунды установить. Вот. А вэх сен леч дешту. Сегодня сел леч шиюах там удали. Ах шай бог шхильчхайна. Шин тилацай ответственность. Уйру валаха тилацай хо. И багал хо эрву шхильчтат. Багат сабош хайн выводе хайн ديلي رسالة مخلص ومعمد بيمر حين ديك تغيي تعطو ليلش ديك خارج خيات تاعهم صان اغو حكواتشو ايدينا حين دي تايس ناغن تغن ختيشات يشتو حبي ان بولنيق نيسا خيج مليارد نخمة بوكو دنيا شو حبوش تخشى درش عودل دا تسغياتش قلدويلش دا تسغياتش يسي نكسنا حو مرجع دو حلوال وينستوني اتيست وكل شو اتكريتا ديتا عليروق все равно Дюжат тишвати такши да куда-то вечность, нирвану, на урук ладуй. А с тобой, любой чем бой, если поема сиди хич, вала Аллах сизелин, умею юки миллила. Да и аль-адвичани, во шуки ада. Я не представляю чеченца неверующего, значит, он не чеченец. Ну, не совсем Адидас, не так. У нас в Грузии живут бацбийцы. Это чеченцы. Они христиане. Мы просто не поддерживаем с ними особо контактов, потому что они в Грузии живут, там христиане, там небольшая деревня, говорят. Небольшая, они уже ассимилировались с грузинами там и так далее, но они говорят на чеченском языке, это, там есть еще даже грузинские направления, тоже есть христиане, как говорится. Поэтому нет, чеченец это этническая принадлежность, религия это религия, ты можешь быть и, ну, не надо подгонять все. В религии нет принуждения. Не хочет, все, пожалуйста. Не хочет, до свидания. هذا من سوء لبان متولاتون ويطلع صوبر ديلا أو إلينيتسم دو شختير دوا Так. Маязи, Тамашка Гехинская, Дейр Маязи. Знаете, Таймашка, здесь нельзя давать никому ни номера, ни номер, ничего. Это у нас правило такое с первых дней. И вот то, что ты сейчас делаешь, это чистой воды провокация. Ну, давай этот адрес. Ты хочешь узнать, кто мой модератор, и узнать его номер, и оказать на него давление, или там убить его, побить его, там, и так далее, и так далее. Нет, выясняйте так. Если вы хотите с кем-то связаться, мой номер у вас есть. Если твой сын хочет связаться, вот мой WhatsApp есть, пускай твой сын звонит, я с ним поговорю, с твоим сыном. Больше не просите, молчание на номер, молвулашку, чувак. Категорически нельзя делать. Кто будет просить номер, я буду банить вот этих людей. Я проживаю в Штатах больше Табаха. Кстати, абсолютная республиканка, обожающая Рейгана и Маккейна. Тогда я тоже этих людей уважаю. И считаю Трампа позором РП, случайного в политике существа. А также все его адепты такие Луиджина. Но смотрите, это ваши внутренние, ваши американские разборки. Я верю вам, я допускаю, что Трамп не очень себя хорошо ведет. Может быть, какая-то причина, то, что Табах поддерживает Трампа, может в том, что, например, Луиджина, скажите, вы еврейка? Давайте так спросим, с этой стороны. Я со своей колокольни хочу просто определиться. Скажите, вы еврейка, чтобы понять? Adam, Ashwat. Masitas Allah sugada. Adam.
Адам, асфайг маситтез элла. Асхо пока отключить то, модератор волча. Адам. مسيت ذا ذكر اللي روش هذا عتايش ديلدش عتايش والله وين سرليل ددي شيش ما ينسر وين هنا خير سوم شو جرهما يشر ذات Пророкин ума дючвац, пророкин поймалин цацар бара из забани твичани, яцин камен даякчани вала, ат ичани. Не дайте никому номер, свободай все. Ну что вы говорите, Эдам? Перестаньте, удивиться. Эдам. Трамп ответил на призыв Зеленского приехать в Украину. Справедливый человек, я могу сказать, вы очень внимательно следите за тем, что происходит. Ну и что сказал Трамп, когда приедет? Приедет он сказал или не приедет? Что он ответил-то? Да, пока... Адам, успокойся, هم يازت просто حاجة حوش يدعي تعيم صدع Адам. Дель шедва, дигар дорит. Магердуй, халат сахич. Просто тебе надо сейчас успокоиться. Так, да. Ай, ладно, да. Да здравствует независимая, суверенная Ичкерис. Огромная любовь из Грузии. Спасибо большое. Спасибо. Амин. Грузия, спасибо. Я твой ник прочитать не смогу на грузинском. Обожаю чеченский язык, воспоминания детства. Так. Все, успокоился, Адам? Успокоиться. Делта Джимал. Не буди меня, зверя, во мне зверя, Бог ты имешь. Атилаш, тилдаш, собардилаш. Швой куза. Доуда еще ждать, что атила. Справедливый человек, не сыпь на соль, дуй. Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время. С ними сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов. Отлично сказал. Ну, Байден, ну, отлично сказал этот Трамп. Молодец. Так. Нет, я азербайджанка, родом из Баку. Поддерживаю Украину и Израиль. Все свободолюбивые народы. Всегда за правду. Нет плохих наций, есть отвратительные люди, которые имеют в любом обществе сожаление. Ну, может быть. Дело в том, наверное, может быть, дело в том, что поддержка может быть потому, что Трамп благосклонен там к Израилю был. Может с этим связано. Поэтому давайте не будем сейчас обсуждать Трампа и Байдена и Табаха. Табаха уважаю. Я, как американец, буду голосовать против Трампа, говорит СЦ. Левандовский, Флинн и другие из окружения Трампа были связаны с Лубянкой. Интересно. Hundo Irina, Madagice, om забанить, он еще.
Эдамс, да, хуш банит, я шгримуэцу. Азан, кстати, у Клирка сегодня вышел большой выпуск о хороших русских. Там вся компашка собралась, типа Невзора, Муждаба и других русских. Да, интересно. Трамп популист, говорит, красиво, бросает колкие словечки, он умеет. Этакий американский жирик. Наша школа самая умная считалась. Так, мне нравится Трамп. Евреи мы всегда рады в Чечне. Евреи мы всегда рады в Чечне. Америка и Израиль тебе поможет. Но будем надеяться. Привет, что делать, если я русский? В смысле, ты не русский, ты русская, потому что у тебя женщина на аватарке. А почему ты говоришь, что ты русский? Ты, видимо, тролль. Так бывает иногда, когда ты под разными никами заходишь и путаешься, где у тебя мужской ник, где у тебя женский. Вы, я вижу, боретесь с кем угодно, только не с Путиным. Это вы мне, что ли, Залещак? Что-то вы очень предвзято ко мне относитесь, Залещак, да? С первых ваших визитов ко мне сюда. Так. Конечно, 100% кто-то сомневается, что Трамп Лубянский род. Я сомневаюсь. Если я не думаю, что Трамп Лубянский род. Человек пытается там делать свои дела просто, стать президентом, там, третье, десятое, да, и это не значит, что он чей-то крот, понимаете? Абсолютно не обязательно быть для этого кротом. Я не поддерживаю методы Израиля в борьбе с Хамас, но считаю, что чеченцы должны публично призывать к миру и сдержанности. То же самое делает и США. Израиль поддержал Россию в войне против Чечении. СЦ, да, совершенно верно, мы должны призывать к миру. Мы должны призывать к миру и к сдержанности. Совершенно верно. Этим мы и занимаемся. Ну, и делает то же самое США, именно так и делает. США именно так и говорит, быть осторожным. Переговоры, там, третье, десятое, при этом сейчас уже Газа окружена, разделена, сектор Газа разделен, сам город Газа окружен, сектор Газа разделен на северную и южную часть, как там сообщают. И по всей видимости будет зачистка очень мощная. Я думаю, скоро будет конец этой террористической банде Хамас. Чечня, Россия, Ахмад Сила, Леон. Россия Мош. Ты по-русски писать еще не научился. Россия Мош. Жизнь волкам, да. Главный враг Путин, говорит. Нет, не совсем главный враг. Главный враг террористическая банда ФСБ. Вот это главный враг. А Путин это один из этой банды ФСБ. Махина, это, они говорят, Махина, просто успокойся, дела. Само он Бог, где? Богом, дура, хайн, просто ты Бог, шука, дуй. Ума цедяш. А ты таланджим сада, ума дайцон. Успокойся, посмотри, ума дайцон. Это Хамас поддержал Россию в войне против Чечни. Насколько марионетка может поддержать своего хозяина? И Хамас поддержал, и Израиль поддержал, и Германия поддержала, и весь мир поддержал. Понимаете? Весь мир сказал, что мы часть России. Внутреннее дело России. И геноцид. Да, были люди, которые помогали, были организации, которые помогали.
из песни слов не выкинешь, как говорится. Мы это все знаем, друзья. Просто есть надежда, что и вы изменились, и ситуация в мире изменилась, и Россия открыла свое лицо, и теперь ваши интересы совпадают уже с нашими интересами. Есть надежда, что мы теперь сможем просто получить свое государство и построить это государство. Вот нам нужно, вот, чтобы вы не отказывали, потому что это тоже фашизм. Отказывать нам в праве на свое государство. Безосновательно. Ни одного основания нет. Украине разрешать иметь государство, Российской Федерации разрешать иметь государство, Грузии разрешать иметь государство, а Чеченской Республике Ичкерии не давать этого права. Только лишь из-за того, что этого не хочет Россия. Ну тогда давайте и Украине откажем, потому что Россия не хочет, чтобы Украина существовала. Поэтому нет юридических никаких оснований. Перестал существовать Советский Союз. Нету этого Советского Союза. Мы вышли из Советского Союза. Никогда не входили в Российскую Федерацию. На основании российских законов, советских законов, мы вышли из СССР. Были в равных правах с Украиной, с Грузией, с союзными республиками. Понимаете? И автономной республикой, Чечено-Ингушской автономной республикой в Советском Союзе мы были не потому, что мы так захотели, а потому, что сильная страна просто несправедливо к нам поступила. И урезала нас права и сделала нас частью своей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Понимаете? Поэтому все нас оставили, друзья, все до единого, все. А некоторые, а Украина, вот сейчас мы говорим про Хамас, мы говорим про Израиль, там, про других. Украина помогала нас убивать. Понимаете, был Сашко Белый в Первую войну со своими ребятами, которые приехали. 12-14 человек их было. А были сотни украинцев, этнических украинцев, которые приезжали, служили, бомбили нас. Помогали нас уничтожать. Наших бойцов, которые прятались у вас в Украине, лечились, выдавали их обратно России. Ну, всякое было, друзья. Это мы все просто знаем. Сейчас речь не об этом. Просто это нужно признать, потому что это факт. Никто вас не оговаривает. Наоборот, несмотря на то, что все это было, мы это все отодвинули и помогаем сейчас, наконец-то, благодарим Бога, что вы поняли, что такое Россия. Вернее, Россия вам уже лицо открыла, и теперь вам уже деваться некуда. Вы поняли, кто они такие. И мы помогаем вам, чем можем. Сил немного у нас осталось. Понимаете? Но у нас есть опыт, у нас есть знания, у нас есть принципы, у нас есть сильное желание отстоять свои права. Поэтому понять это все и сказать, ну там простые украинцы извиняются, говорят, о, извините, мы были против вас. Конечно, были простые украинцы в этой пропаганде находились, как сейчас против Израиля эта пропаганда идет, вот точно так же на россиян, против украинцев эта пропаганда в России идет. Понимаете? Вот это все мы все это видели. На наши глаза мы вам говорили, я лично говорил в 2013 году, в 2012 году, когда я это рассказывал, эти случаи, когда были сигналы о том, что у вас нагнетается криминогенная обстановка, сотрудники российского ГРУ возили оружие к вам туда, я говорил украинцам, писал, говорил, у вас, как у нас в Чечне начинается. Украинцы не верили мне. Понимаете, еще в 2012-2013 году, еще до вот этой революции достоинства, которая была в 2014 году, было понятно, что кто-то нагнетается. Как сейчас я говорил, что вот сейчас у нас вот этот исламский фактор сейчас будет подниматься. Было видно вот по этим блогерам-цеховикам,
по другим, вот по чеченцам, потому что чеченцев Россия везде использует. Вот везде она сует, вот закидывает туда, что полезных идиотов, что свою агентуру. Она туда запихивает. И мы, чеченцы, быстро начинаем определять. И я это все видел. И говорил, вот сейчас будет. Я не знал, когда это начнется и какого масштаба это будет. Но то, что будут здесь в Европе террористические акты, что вот этот исламский фактор снова начнет. ФСБшно-исламский фактор. И прошу не отождествлять это со всем исламом. Если мы не хотим идти на поводу у русских вот этих спецслужб и устраивать между собой вот эту драчку, что ты мусульманин, ты христианин, ты иудей. Если мы не хотим идти на поводу и услуживать им в этом, помогать им в этом. И это очевидные вещи. Просто понимаете, вот вам в Украину возили оружие чеченцы, ГРУшники. Я знал их некоторых, вот одного я их знал, из них знал. И они мне рассказывали там, что вот они там возят Стечкины, возят это, там продают, там с Гоблиным в Крыму там общаются, вот этот Аксенов нынешний, глава Кадыров крымский. Это было понятно. Потом, убийства, еще. А я был правозащитником, адвокатом. Ко мне все приходили, просили какие-то советы, бумагу написать, где-то что-то подсказать, что-то сделать. И ты получаешь много-много информации, особенно если ты чеченец, если ты в этом, везде тебя это окружает, понимаете? А русские сделали из чеченцев инструмент. ФСБ сделала из чеченцев инструмент. И когда вот начинается какое-то движение, ты уже это предугадываешь, ты уже видишь, ага, значит что-то они затевают. Понимаешь? Понимаете? Вот как. Ладно. Adam, инти валацавала гумадать, просто успокоиться, не асвига обещать, не что за хуза, за адош делир, эмоции, что айори, ваки айдир, дать. Юат и бохрон, дать. Я все прекрасно понимаю, что слову неруш лартаюч, дать, сахариш, кикорза ок. Просто таган успокоиться, дай от им пока, таган от им. Тархан, Юрий, ночью вать. Валла, билла, усом ночи. Азан, салам алейкум. Можно сказать, что у тебя произошло? Лазик, Хитанаев, Хинатаев, Лазик, Хинатаев. Ничего у меня с агентами российских спецслужб, у меня ничего не произошло. Я их выявляю и оставляю на суд общественности. Валлахи вац, бо. Валлахи анзор. Хавац, ночи, дуйбу, шашу. В Кавказскую войну тоже были украинцы и армия Руси. Все это было. Сейчас другая ситуация. У нас есть сказать всем просто предъявить, понимаете? Сейчас мы не хотим не предъявлять. Мы постгеноцидный народ. Мы боремся. Вот сегодня я хотел и Залужного обсудить в хорошем смысле. Не в хорошем очень. Зеленского я сегодня хотел обсудить. Я вчера писал вот Натаньяху вот это обращение, и куча просто написал там разных там текстов, кусков набросал по поводу вот всех событий, которые сейчас в Украине происходят. Потом сегодня, это я ночью писал, потом сегодня послушал, что говорит Залужный, потом послушал, что говорит Зеленский, потом подумал, не дай бог я сейчас что-нибудь на вред какой-нибудь нанесу сейчас. Потому что, я многого не знаю, а я хочу помочь, я не хочу навредить. И поэтому я сегодня не стал вот эти все вещи, которые у меня в голове набралось, про этих Арестовичей, Невзоровых, там, Подаляков, там, вот это все. У меня столько есть сказать просто. Я просто камня на камне не оставлю, если я начну писать, говорить про этих людей. И долбить просто. Говорить это нужно, доносить до людей.
Просто я боюсь навредить просто, понимаете? За нами враг смотрит. Все, что мы говорим, враг изучает. Все там анализирует и радуется, понимаете? А этого нельзя делать ни в коем случае. Вот в чем вопрос. Поэтому, вот, несмотря на то, что вот этот геноцид против нас совершили русские, ФСБ совершила, все народы Кавказа помогали убивать чеченцев. Особо отличились те, кому мы пошли помогать в 99 году, дагестанцы, которые нам попросили у нас помощи, мы пошли им помогать и потом сделали нас крайними. Хотя среди дагестанцев были люди, которые гибли, сражались там против России и так далее. Но в основном масса вышла вот в этом смысле. Вышло то, что сейчас в Дагестане, например, в Украине Владимир Зеленский на фоне имама Шамиля выступает и создает какой-то батальон имама Шамиля из дагестанцев. Так вот, там, может быть, в этом батальоне есть честные люди, порядочные, искренние борцы с Россией. Друзья, вы меня простите, но я не верю. Вот, например, есть такой вымышленный персонаж, Тарас Бульба, да, по-моему, такой был, который был там с сыновьями против России, потом, по-моему, за Россию перешел и так далее. Так вот, у вас, украинцев, он был вымышленный персонаж такой. А в Дагестане имам Шамиль, он не был имамом Чечни и Дагестана. Он был имамом нашим, Чечни он был аварцем дагестанцев. Мы его приняли, мы сражались с Россией. Россия только-только там, ну уже не только-только, мы уже знали, что такое Россия. И он к нам пришел. И у нас собралось совет. И вот в этом совете имам Шамиль себя показал очень верным, любящим чеченцев, уважающих чеченцев. И тогда чеченцы сказали, он знает ислам, он был религиозно подкован, он знает разные языки, там, кумыкский, там, другие языки, воюет против России, он был ранен со своим сыном на спине, он через реку перебегал, он получил ранение, вслед он спасался. И, ну, настоящий враг России. И давайте в любой момент мы его выдворим из нашей Чечни. И из-за уважения друг к другу, чтобы не спорить о власти, чеченцы сказали, имам, мы назначаем тебя имамом. Мы готовы тебе подчиняться, веди нас. Первый указ, который издал имам Шамиль, аварец, дагестанец, что все аварцы, которые окажутся на территории Чеченской Республики, изъять у них все деньги и выдворить их за территорию Чеченской Республики, Чечении, нашей территории. Вот так он о своих аварцах отозвался. И чеченцы подумали, что вот этот преданный нашему делу, несмотря на национальность, человек. Но он предал нашу идею. Он перешел на сторону врага. Это было знамя, он не имеет права переходить. И у нас в Чечне имам Шамиль не является супергероем, каким-то там, которого мы почитаем. Да, он был имамом. Потом добавилось, что он имам Чечни и Дагестана. Дагестан не воевал, весь Дагестан, там отдельные там территории воевали, люди воевали, но в основном воевали чеченцы. 10% осталось чеченцев после большой русско-кавказской, она называется, на самом деле русско-чеченской войны. Большой вот этой 25-27-летней войны. У нас осталось 10%. Истребление было полнейшее полностью. Просто на ноль свели население. Люди, не согласившиеся жить под Россией, перебрались в Турцию. И турки нас, османы, предали. Обещали одно, потом бросили нас против там курдов, езитов, какие-то там земли, чтобы нас чисто использовать решили. Не беженцев приняли и дали им жить, созидать и жить под халифатом, исламским правлением. Не было никакого исламского халифата в Османской империи. Это была самая настоящая турецкая империя, Османская империя. И вот когда вы в Украине создаете батальон имени имама Шамиля, представьте себе, украинцы, вы создали в Украине батальон имени Тараса Бульбы, да, вот этот вымышленный, по-моему, это персонаж, который был против, а потом стал за русских.
Когда ваш Зеленский на фоне пьедестала памятника вот этого имаму Шамилю говорит, обращается к дагестанцам, там, говорит там про какие-то вещи, не упоминая чеченцев, настоящих борцов. Ну кто после этого Зеленский? Он этого не понимает, нет у него советчиков ему это подсказать. Вот эти вещи я хотел говорить и говорить, раскладывать на молекулы все это вам. Но просто сейчас, когда сейчас деньги не дают, когда сейчас проблемы начались из-за вины этой же администрации офиса президента, я не хочу в это сейчас лезть, я не хочу сейчас в это разжигать этот пожар. Я знаю, что есть там истинные сыны, настоящие наши братья украинцы, которые сражаются по-настоящему, искренне сражаются. Я не хочу навредить. Но если кому-то интересно, настоящим украинцам, вы можете лучше меня вам расскажет наш президиум, наша законная легитимная власть. Это Ахьят Эдигов, это Алла Дудаева. Там еще есть много людей, которые находятся. Я могу, если это интересно и важно, рассказать, ну не публично, чтобы наш враг все это не слышал, чтобы не радовать нашего врага лишний раз. Я готов это все рассказывать. Я готов объяснять, как это, что такое Кавказ. Непредвзято. Если нужно, чеченец, там, кадыровец, для меня не имеет значения. Есть враг имперская Россия. У меня нету родственников, у меня нету друзей. Только те, кто на этой стороне. Вот мой брат. Еврей он, украинец он, русский он. Если он против фашистской империи, он мой брат. Он мой соратник, он мой единомышленник. Родной мой брат, если он против, он мне не интересен. Вот на такой позиции я нахожусь. Поэтому я не буду беречь там кавказцев, чеченцев, ингушей, других, третьих. Никого не буду. Есть идея, которую нам передал Джохар Дудаев. Мы несем эту идею. Ей нужно быть преданным до конца. Или ты симулятор, или ты занимаешься фигней, если ты не по-настоящему это делаешь. После твоей смерти твой враг должен нести вред от тебя. Это так должна быть эта борьба. Так Джохар Дудаев сделал, и до сих пор он наносит вред. После 27 лет своей гибели он наносит колоссальный урон своему врагу. Так наносит Бандера вред после почти 80 лет там, своей гибели, 70 лет, своей 60-70 лет гибели. Вот как я это вижу. Так что вот такие вот, друзья, вещи. Не по-настоящему. Кровь настоящая, смерть настоящая, разрушенные города настоящие. Борьба не настоящая в Украине. Нельзя победить так Россию. Нельзя. Так, Горский Юрий, вы что сейчас тут говорите? Я много упустил. Так, давайте вы сейчас не будете тут мне говорить все это, друзья. Оставь историю для историков. Вот. Горский Юрий, ты сюда пришел выяснять, кто там Хамзат, устраивать здесь ссоры, конфликты. Для этого к нам сюда зашел. Пару дней назад там с комплиментами пришел, и сейчас влазишь вот в эти разговоры, занимаешь позицию Адама, занимаешь позицию против Хамзата. Не занимай, пожалуйста, если не хочешь получить бан.
У нас здесь нету любимчиков, нелюбимчиков. У нас есть правила, которые мы будем соблюдать. И пророка там он сказал, третье сказал, мы это все с Адамом выяснили. Пожалуйста, успокойтесь все, друзья, и перестаньте это говорить. Розкажіть, як можливо это перемогти, щоб не лезли до нас більше. Светлана, это же нужно правильно. Нужно правильно нам действовать, понимаете? Правильно вычистить пятую колонну. Ну, это не так сейчас я вот сказать, какая-то формула. Уже почти 2 года, год и 8 месяцев, да, 8-9 месяцев идет эта война. Все делалось неправильно. Ну, не все, конечно, многое делалось неправильно. Только лишь одна пропаганда, с чего стоила, понимаете? Которая велась днем и ночью. Вот на российские, ну, откровенно, Соловьев, Фейкин. Ну, как вы Фейкина вообще позволили там находиться? Кто такой Фейкин? Депутат Российской Государственной Думы, бывший военный преступник, воевавший там, это патрушевские все выкормыши. И вы их приглашаете. Это все нужно зачистить. Нужно принимать законы. Нужно действовать в этом направлении. Их-то можно заткнуть. Правильно? По крайней мере, не дать им это. Ну, много чего. Сейчас я уже и стрим у нас подходит к концу. Надо это отдельно разговаривать. Я некоторые вещи написал. Хотел сделать отдельное видео. Хотел высказаться. Потом думаю, сейчас не самое время, понимаете, сейчас какое-то противостояние Залужного и Зеленского. Я, например, Залужному доверяю на 100%. Я его считаю Джохаром Дудаевым. Вот это считаю, вот это мое мнение. Может, я ошибаюсь, но я считаю его Джохаром Залужным. Вот так я его считаю. Честное слово, я думаю, он Богом просто. Не он один, его команда. Потому что наш Джохар, это всего лишь один человек был. И если бы не его команда, не его окружение, не те люди, которые сотнями отдали жизни, чтобы не выдать его, защитить его, спасти его до определенного момента, пока он сам не погиб. Джохар не был бы Джохаром. Короля королем делает свита. Поэтому я бы хотел, чтобы дело полностью было передано. Не знаю, насколько это соответствует Конституции, не знаю, насколько это соответствует демократическим нормам, принципам. Но чтобы сейчас рулил всем Джохар Залужный, я был бы вот не против. Потому что я вижу только в личности, в этой личности выход. Но я не хочу сейчас говорить, обсуждать, потому что вы сами лучше меня разберетесь в этом. Я надеюсь, по крайней мере. Потому что вдруг сейчас что-то пойдет, вдруг Залужный там, а его сейчас просто убьют просто. Я уверен, если этот человек, а он на нашей стороне, он искренний борец, на него направлены все стрелы русских. Как когда-то пытались убить Джохара, покушались, 3-й, 10-й. Вот точно так же охота на Залужного идет. Я абсолютно в этом убежден. И этого человека нужно беречь. Потому что нужен идейный, сильный человек. Если вы хотите по-настоящему бороться, пригласите не симулятор Закаева. Закаев не боец. Закаев не воевал. Не воевал. Он назначен был там, на какую-то там должность просто потому, что он везде вот рядом вокруг ошивался. Вот такие люди бывают. Никакой боевой там славы, доблести, успехов у него не было никогда. И там нет. Как только он туда к вам поехал, его человек, наш человек, который его отлично знает, он мне сказал, вот ты увидишь, там начнется свара, там начнется вот, фитна, питан, по-чеченски питан, это провокации, конфликты начнется. Джамбетов Хусейн уехал, он его майором назначил, другие, третьи, и вот это вот началось там. И сейчас украинская власть, все хотят под него подогнать, всех бойцов наших, что вам удовольствие будет, деньги будут, поддержка будет, третье, десятое. Американцы бабки выделяют, украинцы на Закаева выделяют. И русские, наверное, выделяют, не знаю я откуда, но финансирование идет. И все, и по телевизору, на всех каналах показывают. А вы этим ничего не добьетесь, понимаете? Если вы хотите на самом деле борцов,
настоящих. Это вот наш президиум правительства. Вот и все. Вот и все. Это много там вещей есть, которые есть. Например, вот эти русские добровольческие корпусы. Ну что это из себя представляет? Да, там есть, наверное, бойцы. Некоторые хочется верить, хочется надеяться, что есть русские бойцы. Но у вас в Украине есть свои русские, которые сражаются, которые проверены против империи. Это вот настоящие русские, с которыми нужно иметь. Не нужно с россиянами иметь дело. Этих россиян можно под этих украинцев, командиров делать украинцев русских, если им нужно этнические русские такие. А брать этих русских под их подчинение ставить. Ну и так далее. Там много чего нужно делать. Это все нужно пересмотреть. Весь процесс должен работать по-другому. Понимаете? Мы только силой духа победили. У нас не было ни оружия, ничего. Мы волей победили. Мы сломали их волю. Они поняли, что бесполезно нас так побеждать. Надо до конца их всех истребить. Они поняли. Не могли. И нам Запад помог Первую войну. Без сомнения. Это тоже нужно признать. Что если бы Запад не захотел бы, русские с нами не сели бы за стол переговоров. Не сели бы. Они бы истребили бы нас до конца. Но мы не сдавались. И они поняли, что бесполезно. А сейчас Арестович, который говорил, да все у нас есть, ленд-лиз не нужен, третье, десятое, теперь говорит, да, теперь надо поделиться, отдать им землю. Это же колоссальный удар просто наносится. Этот человек уже совершает преступление. Он не имеет права говорить. Его подняли на этот уровень. Он представлял администрацию президента, офис президента. Его раскручивали. Он там везде вещался. В России не запрещали, обратите внимание. Это тоже один из признаков. Почему не запрещают Фейкина, Арестовича, Невзорова и других? Может, какие-то там тайные игры, я не знаю, что за игры. Но сейчас, например, когда Арестович говорит, что нужно отдать земли, что все у нас плохо и так далее, и так далее. Ну, ты вчера говорил, все отлично. А как так получилось? Что стало все плохо. Дели саламаш фатманки. Ладно. Основная проблема в том, что у вас два правительства. С кем разговаривать, чтобы никого не обидеть? Марк Б., у нас не два правительства. У нас одно правительство. Другое правительство – это симулятор. Оно не настоящее. Ахмед Закаев нелегитимен, незаконен. И он, есть документы у этого же президиума. Просто нужно в этом немножко разобраться. Не полениться, почитать документы. Я выкладывал. Ахмед Закаев подписывал документы с Россией, что мы часть России. Мы Чеченская республика Ичкерия. Он указывал, что мы Чеченская республика. Точно так же, как Кадыров это указывает. Понимаете? Вот и все. Эти вещи, они очевидны просто. Просто на это нужно обратить внимание. Об этом пишет наш президиум. Понимаете? Там у нас умнейшие люди, принципиальнейшие люди. Не продаются, не пугаются. Прошли огонь и воду. Всех там родственники, друзья, соратники. Все у них потеряно в этой войне. У Закаева все отлично дома. Его родственники работают, живут, распроцветают. И так далее, и так далее. Понимаете? Конечно, я за Украину. Что за вопрос? Вы за Украину или Россию? Конечно, я за Украину. Поэтому эти вещи нужно разбираться. Украина по-настоящему будет бороться, когда в Верховную Раду пригласят наш президиум. Понимаете? И дадут ему слово, признают, дадут нам посольство открыть. Понимаете? Вот тогда это борьба. Ваши территории оккупированы. У вас десятки тысяч, уже если не сотни тысяч людей погибло. Вы уже не можете жить с Россией нормально. И любой человек, любой народ, любой, кто является врагом фашистской России,
Он ваш естественный союзник. Лучшего союзника, чем чеченцы, вам не найти. Понимаете? Не найти просто на этой земле. Может быть, мы не богатые, может быть, у нас нет оружия современного, но оно все у вас есть, и Запад все это дает. И у нас с Западом есть хорошие отношения. Имеются в виду, доверие к нам есть. Понимаете? Вот к этому президиуму есть доверие. Вот такие вот вещи. Основные дагестанские села опустили 90%, особенно аварские села. Большинство погибли из-за того, что мужское население детородного возраста воевало. Плюс в те годы засуха была сильная. Да, это может из-за засухи и война была, я не спорю, справедливый человек. Но в каком населенном пункте за эти 27 лет так называемой Большой Кавказской войны были сражения на территории Дагестана? Кроме того, вот Гуниби, где он сдался в плен. Может, для того, чтобы сдаться в плен, он в свой Дагестан перешел и потом сдался в плен. В каких населенных пунктах, вот я могу вам назвать каждый населенный пункт Чеченской Республики того времени. С лица с земли 1 или 2 раза стирался полностью. Полностью уничтожался. Вот там были у нас Валерик, ну это наше направление, Алды, Аргун, ну везде, вот какой, любой населенный пункт, который возьмете, у нас там были сражения. Где в Дагестане во время правления имама Шамиля были боестолкновения. Я не говорю, что дагестанцы не принимали участие. Особенно в последнее время имам Шамиль убрал всех чеченцев от себя и собрал вокруг себя всех дагестанцев. Хотя первый приказ его был выгнать всех дагестанцев из Чеченской Республики. Понимаете? Ну, это для историков, конечно, но есть вещи, которые мы просто знаем по памяти просто. Мы же кавказцы, все прекрасно помним, передается. Мы помним, что у нас, почему Валерик. Валерик это смерть называется. Валерик это речка была, которую Лермонтов описал. Она была красная, на этой с утра до ночи рубились, что вот она все время текла и стала Волар, смерть по-чеченски. Так и назван, и эта речка названа так, и населенный пункт до сих пор носит это имя. И есть место, где это сражение было, ну и так далее, и так далее. У нас каждый участок земли это кровавое просто место сражения. И сейчас в этих войнах, и тогда. Мы это все помним. Ахульго было такой албанец. Ахульго было сражение. Есть много историков на эту тему Кавказского с Дагестана. Они все подробности знают каждый шаг, который делал имам Шамиль. Справедливый человек, знаешь, возможно, есть эти историки, почему-то они не получают широкую огласку Чеченской Республики среди чеченцев, потому что все-таки это был наш имам. И я знаю, что очень много выдумок, очень много фантазий сейчас вбрасывается, поэтому я очень разборчив в выборе. Вот, особенно вот этой советской литературы, особенно если это пишут дагестанцы. Потому что дагестанцы про имама слишком много сказок придумывают. Потому что имаму Шамилю, на фоне которого Зеленский призывал подняться, там все такое. Так вот этот имам Шамиль, он завещал своим дагестанским народам не сражаться против России. Понимаешь? Завещал. А нам он этого не завещал. И мы не слушаем такие завещания. Потому что он предал наш путь. Он уже умер, сейчас это обсуждать не имеет значения. Он предал этот путь. Понимаете? Он знамя, он должен был умереть. Человек, который пошел вперед,
Он не должен воевать, его должны охранять, его должны там, все ему там возможности сохранить это знамя. Но когда настал момент, то это знамя должно погибнуть, чтобы не попасть в плен. Понимаете? Так ушел Джахар Дудаев, так ушел Аслан Масхадов, так ушел Зелимхан Яндербиев, так ушел Докка Умаров, так ушел Абдулхалим Садулаев. Все наши лидеры всю историю уходили. А вот этот взял и сдался. Поэтому не нравится нам это, понимаете? Не так ведется борьба. Ты 90% населения кладешь, а потом ты сдаешься в плен и живешь в Калуге. И тебе разрешают ехать в Мекку на паломничество. Ну, какое ты доверие заслужил. А твой сын служит царю еще в их армии. Ну вот это все исторические факты. Алейкум ассалам алейкум. Сейчас я просто не хочу это все обсуждать. Я это говорю на фоне того, что сейчас делает Зеленский. Что создается какой-то батальон. Какой-то там имама Шамиля. Так вот, украинцы, создайте не имама Шамиля батальон, а создайте вот этого, как его, забыл, вот имя я называл, украинского, вот этого вымышленного персонажа, Тараса Бульба. Вот, создайте. Ну, смешно будет вам создавать такое. Потому что он перешел на сторону русских. Значит, вы создаете батальон, который перейдет на сторону русских. Понимаете? Нельзя из-за него создавать. Да, он какой-то период был героем, он был имамом, сражался. Все. После этого закончилось. Лучше батальон Дудаев. Конечно, Дудаев, Гилаев, Масхадов, Милуар, Басаев. Много таких, да, с которых можно. Шейх Мансур. Много таких. Вот о чем я говорю. Это много вещей, которые вот я это не то, что сейчас дагестанцам камень бросить там в их огород и так далее. Нет, мы знаем, дагестанцы, вы знаете, которые здесь мне пишут, вы в России находитесь, вы в России находитесь и не можете мне писать, понимаете? Понимаете? Никто не будет разбираться, кто настоящий, кто не настоящий, если вы сами не объединитесь. Марк, если не будете разбираться, кто настоящий или нет, то в таком случае вы получите себе проблемы. Понимаете? Если вы будете симулякры сами создавать, то в итоге они будут красиво говорить, там, красиво изображать там, воинскую славу, там, 3-10, а потом в итоге выйдет из этого, ну, ничего не выйдет. Пшик получится. Понимаете? Поэтому не только мы должны там вам что-то объяснять, и вы должны же разбираться в этом, правильно? Вы же должны в этом быть заинтересованы, я так думаю. Вам же не нужна 5-я колонна, агентура, 3-я, 10-я. Ну, я так думаю. Ну, мне не нужно было бы, правильно? Если я веду борьбу, мои люди гибнут, моя страна пожар в огне, мне это было бы, ну, как минимум, неинтересно брать, кого попало, да. А объединяться мы не будем объединяться. Почему президиум правительства наш не объединяется, например, с Ахмедом Закаевым, с его вот этой имитацией, вот, симулякром? Потому что они предатели, они прямо об этом говорят, это президиум говорит. Люди, человек из правительства, так называемого правительства Ахмед Закаев, вербовал меня работать на русском против Украины. Я это публично говорил. Сейчас Ахмед Закаев находится там. Все, мне больше ничего не нужно объяснять. Мне не нужно доказывать, кто такой Буданов, который там общается с Закаевым, который берет от него медальку, которую ничего из себя не представляет, эта медалька. Понимаете? Она вообще ноль, эта медалька. Он ее передает Зеленскому. Нам эту фотографию показывают. Понимаете? А молодежь чеченская видит, ага, Зеленский, Буданов, это официальные люди, они же, как мы, не думают. Они молодые, они хотят воевать, они хотят там против России выступить. А значит, Ахмед Закаев поддерживает там Буданов, там Зеленский, там. Вот это все картинки это делаются. Понимаете?
Это вы должны разобраться в этом. Мы-то все у нас открыто. Я публично сижу об этом, говорю уже сколько времени. Почему ни один украинский журналист не задает эти вопросы тому же Закаеву? Почему не задает? Вот у меня интересный вопрос. Очень странно. Вам не кажется? Мне кажется, это очень странно. Иса Мунаев, герой Украины. Иса Мунаев, вот это не был симулякром, это был настоящий воин. И он был нашим президиумом туда отправлен. Понимаете? Просто очень сложно здесь, понимаете? Президиум находится, его задача сохранить нашу власть, наша государственность. На них большая ответственность. И на них идет охота. Как только Аят Идиго выступил у меня на канале, и мы начали обсуждать это все открыто, выступил Невзоров. И Невзоров такой говорит, соратники Дудаева живы, говорит, они сохранились. Вот чего русские боятся. Понимаете? А это именно те люди, которых я искал, когда сюда в Европу приехал. Кому примкнуть, чтобы помогать своему народу. Потому что я знал, что у нас есть этот костяк. Сделанные люди из камня, из гранита сделанные, из бетона сделанные люди. Я знал, что эти люди у нас есть. И я думал, что Ахмед Закаев это из таких же людей. А я увидел бабки, ложь. И потом мне говорят, работай на русских. Мне говорят, работай на русских. Против Украины. Я из-за этого с украинцами перестал даже. Вот я в группе состоял, я перестал даже туда писать, общаться, чтобы лишний раз меня не заподозрили. Не дай я не навреди. Вот мой принцип. Лучше я не наврежу. Сами разберутся. Когда туда в 2014 году Мунаев, Иса Мунаев, Муслим Чеберлоевский собрались ехать, есть запись у Аяда Идигова на канале есть, у нашего президиума на канале она есть. Где Иса Мунаев говорит, Закаев никто. Закаев не поддерживал. Он говорил, не едьте, ни в коем случае не едьте. Потому что тогда нужно было представить чеченцев со стороны кадыровцев. Понимаете? Вот кого нужно было представить. А Иса Мунаев и Муслим Чеберлоевский, они ломали эту систему, когда приехали с этой стороны стали, с украинской стороны стали. И там вот на этой записи Иса Мунаев говорит, Закаев никто. И когда туда он ехал, ему Закаев сказал, не едь. Мы тебя сделаем, по-моему, $1 миллион дадим тебе. Это вы спросите, вот, можете спросить у Муслима Чеберлоевского, у других, у Аяда Идигова, у других людей. Это не я от себя говорю, я ничего не выдумываю. Все, что я говорю, имеет подтверждение. Он говорит, сделаем тебя министром внутренних дел, что ли, каким-то министром Ису Мунаева, чтобы он не ехал к вам туда, в Украину. И $1 миллион. Закаев ему говорит, мы поедем, давай не едь. Нужно было, чтобы кадыровцы вот с этой стороны были, сломать дух украинцев, что вот там несутся отъявленные чеченцы. А когда приехали сюда Иса Мунаев, Муслим Чеберлоевский со своими товарищами, все, кадыровцы уже не настоящие, они уже фейковые, понимаете, чеченцы? Настоящие, вот они. А это и были настоящие. И убили Ису Мунаева при очень странных обстоятельствах. Непонятно, что с ним произошло, как он погиб, что произошло. Понимаете? Сашко Белого убили. Это был наш связующий. Он знал суть нашу чеченскую, нашего подполья, нашего государства. Потому что он настоящих знал, Сашко Белый. Таких людей отстраняли. Потому что настоящие не нужны России. Они опасны для России. Понимаете? Вот какая вот система была. А теперь в 22 году ярый противник участия чеченцев в войне на стороне Украины, Ахмед Закаев сам туда перебрался, теперь у него полномочия, там Буданов ему медальку у него берет, отдает этому Зеленскому. А не может он делать эти медальки, понимаете? Потому что это незаконно. Это Филькина грамота. Зеленский не получил Хоуман Си, честь нации от чеченцев. Потому что такую медальку, такой орден
настоящий может дать только наша легитимная власть, избранная народом, сохраняющая свою легитимность в лице президиума правительства. Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, других там лиц, которые там есть. Понимаете? Их всех уничтожают. Невзоров не зря об этом тогда сказал. Они выжили, говорит. Все, и новая охота будет, еще мощнее будет, потому что Невзоров, они, говорят, сильные и, короче, злопамятные, что ли, как-то он там говорит, типа, они не простят. Не простим, конечно, не будет президиума, все равно не простим, ни Невзорову, никому, понимаете? Мы чеченцы. Мы не прощаем то, что нам сделали. Мы из могилы будем руки вытягивать и затягивать их туда. Понимаете? У меня никого не убили русские. Никого из моих родственников, близких не погиб. Я не прощу. А у кого погибли, внуки растут, дети растут. Никогда мы не простим, понимаете? Никогда в своей жизни не простим. Навеки вечные будем бороться. Да, мула. Вот такие вот дела, друзья. Иисус знал лично, он был настоящий, он никогда не продался бы, никогда. Да, Иса Ишткантор, Иса Унахсагор. Это был искренний, честный человек. Кадыровцы есть, которые погибли, да, там есть, которые погибли. Есть, которые вынуждены оказались среди кадыровцев. Вы понимаете, что весь мир оставил нас с этими людоедами один на один. Вы сейчас нам рассказывают, кадыровцы там это сделали, кадыровцы там того пытали. Это все делали русские. И просто русские передали вот эти все методы кадыровцам, самых отъявленных. Почти все, кто перешел на сторону их, русских, который воевал против русских и перешел, они все уничтожены. В основном сейчас у них там никто не погиб. Они были как предатели, вот они за бабки там все есть, там некоторые попадаются. Вот и все. Они среди себя не берут тех, у кого кто-то погиб, там где-то третье, десятое. Они им просто не доверяют. Да, пока держат, там дерзкий, смелый, там использовать его, а потом его где-нибудь на операции где-то там погиб, там разбился, машина там в обрыв упала, еще что-то случилось. И что мду. А почему тогда наша легитимная власть не обратится к украинцам от своего имени? Фатманки обращается, ведет переговоры. Украинцы, нормальные украинцы, пытаются добиться, но власть нос воротит. Понимаете? Верховная Рада, украинцы еле как смогли провести то, что у нас был геноцид и территория оккупирована. Через Верховную Раду. Президент Зеленский не подписал этого. Нет сказать, что вот давай, вот вам здание, вот вы посольство открываете и так далее. Нет, симулятор позвали, посадили и всех гонят под этот симулятор, всех бойцов, а я буду призывать чеченцев не ехать туда. Что тогда делать? Я сейчас пока Закаева разоблачаю, а теперь я буду всех разоблачать. Я буду призывать не ехать чеченцев туда, потому что Украина использует все эти бойцы, которые искренние, честные, они окажутся под ударом. 100%. Потому что они угроза и для Закаева, и для России, и для этой власти в Украине. Настоящие, искренние бойцы. Понимаете? Их всех зачистят. Потом, когда
договорятся с этим, с Арестовичем, договорятся, вот, троллей загнали. Вот я начал говорить про Закаева разоблачать, все, набежали тролли и начали говорить. Вот, вот обратите внимание. А я говорю, если я где-то солгал, если я где-то не прав, выйдите со мной в эфир и давайте в прямом эфире проведем детектор лжи. Я подтвержу каждое свое слово. Я приведу свидетелей тем к своим словам. Если уже пойдет на этот вопрос, эти люди выйдут из тени. Или если они не станут публичными, то тот человек, который с меня что-то спрашивает, ему они предъявят. И документально, и физически, и как угодно доказательства. И проверим на детекторе лжи. Кто у нас получает деньги от России? Кто у нас сдавал наших бойцов? Кто дискредитировал наше сопротивление? Кто устраивал провокации против нашего сопротивления? Ишадег Лилинду энте ночи. Ишадег Лилинду. Вайхаллак деш, вай леттер дойчду. Китишу. Со ойтеру иш леттер. А дальше хош бейгарбу. Китишу. Ихир духуна. Цундер дадиц диш дуар. Двулл задиц диш. Иш дабая биш бу вайнюхир. Иш атайт биш бу. Под Киевом в результате взрыва погиб помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Чистяков. Зеленский хотел убить Залужного, но в тот момент помощник заменил его и поплатился. Когда это произошло, Таймашка? Я не буду сейчас утверждать, что Зеленский это сделал, потому что идет война, это могли сделать и русские. Когда наших раненых бойцов в Сельментаузе схватили русские введено, их тоже из их лап вытащили наши так называемые менты. Ну, такое тоже было. Такое тоже было. Всякое было, Бадыгдич. Такое тоже было. Так, Аслан, а как вы увидите круг Закаева? Для чего они там, если честно так сказать? Все дело во власти и в деньгах. А есть еще люди обманутые, которые не могут в это поверить. Не может быть, когда тебе человек клянется на Коране, клянется там всеми святыми, там, ну вот есть у нас чеченцы, никогда они так не поступят. И они не поверят, что человек может так поступить, понимаете? А так власть, это оппозиция Кадыру. Хотят сейчас захватить власть, сместить Кадырова, забрать кадыровские миллиарды, вырезать вот эту всю. Кадыров тоже очень многим насолил. Он не только наше сопротивление уничтожал, он еще своих конкурентов, вот этих пророссийских чеченцев уничтожал. Отбирал у него бизнесы, отжимал, там, ликвидировал, много чего делал. Там, крови море просто пролил. Поэтому Кадыров нажил себе всех просто вокруг, врагами нажил себе. И вот он, его хотят сдвинуть и хотят вот эти люди прийти, занять эту позицию. И вот вы увидите, они объединяются. Вот они все объединяются. Кто вокруг Закаева объединяется, вот я это говорю, они заходят, они знают, что я говорю.
Они мне звонят, они мне там аккуратненько пытаются что-то там сказать, там туда-сюда, так прямо не угрожают, но пытаются как-то. Я говорю, давайте на детектор лжи. Все, на этом разговор заканчивается. Когда ты им приводишь факты, они начинают там оправдывать, там это, там, ну там это, ну там нужно, там что. Что нужно? Почему Аяду и Дигову это не нужно? Почему Аяду и Дигову не нужно агента ГРУ, который меня пытался вербовать, держать рядом с собой? Почему Мусе Таипову это не нужно? Али Дудаева это, Ахмед Закаеву это нужно? Почему это нужно? Я не понимаю, для чего это нужно. Ну и зачем писать чеченское рисунок? Ну много там, много просто. Это только то, что вот на документах есть, только то, что я свидетелем был. А мне люди звонят и говорят, этого сдал, этого предал, этого этот. Не только Ахмед Зака, вокруг него еще есть товарищи, которые этим занимаются. Понимаете? И везде, вот сплошь и рядом. Вот в Берлине у нас живет Докудаев Ахмед, его совет старейшин возглавлял. Вот это его сын в русском доме у нас в Берлине открывает бюро, офис. Как это видят немцы? Ахмед Закаев, ичкерийцы, совет старейшин. Его сын открывает в русском доме офис. Мы уходим с ичкерийскими флагами на митинг. Я с ними стою на этом митинге. И на этом митинге мне его сын говорит, Зелимхан его сына зовут. Говорит, я в русском доме открыл. Не знаю, для чего он мне это признался. Может, он реакцию мою смотрел. Я даже не понял вначале, как в русском доме. Как? Что такое русский дом? Ты же ичкериец, как у тебя в русском доме? Ты в русском гнезде КГБ открываешь это, ну все, ты дискредитируешь совет старейшин, ты дискредитируешь чеченцев, Ичкерию ты дискредитируешь. Меня, который с тобой стоит на митинге, ты его дискредитируешь, меня дискредитируешь. Вот как все это происходит. Понимаете? Вот как эта система работает. Ничего им не стоит. И потом ну там много что можно рассказать, до утра можно это рассказывать. Под видом гантимирца некоторые менты вывозили наших раненых из Грозного. Поэтому менты тоже были разные. Да, совершенно верно. Абсолютно были разные. Ну, в основном все зачистили, я тебе скажу. В основном, на которые не были душой и телом преданы фашистской России выполнить любой их приказ, их всех или уничтожили, или как-то их посадили, дискредитировали, убрали. Там уже практически не осталось. Не нервничаю сам. Да, босс, я не нервничаю. У меня просто такая привычка, когда я что-то говорю, вот эмоционально так рассказывать. Особо не нервничаю. Уже нервничать тут нечего. Повода уже нет. Не радуй глупцов. Подложили бомбу под Залужного. Ничего не знаю по этому. Осталась ситуация очень серьезная. Зеленский перешел красную черту. И Мацхильду, Таймашка, Мацхильду из Уду Адюцек. Час назад. Ого! Час назад. Ицхальдук, значит. Согласен, все, да, все зачистили. Таймашка Гехинская. Да, ну тогда, я думаю, военные должны, ну я не знаю, если с Залужным что-то случится, я надеюсь, у него есть надежный товарищ, который такой же, как он, верен. Я за Залужного, ребят. Извините, если вопрос станет, кто кого мочить, я стою за Залужного, Дион.
Добрый вечер. Можно вопрос? Правда ли, что евреи следили за квартирами чечен? Я не понимаю, о чем мой добрый вечер. Что за квартиры? Вот аяққа тамашка цақиасо и иша комментарий. Швец тоже критикует Зеленского и в последнее время хвалит Залужного. Да, Залужный солдат. Я верю солдатам. Да, это правда, если то, что Игорь говорит здесь. Да, когда чеченцев депортировали, геноцид под видом депортации совершили, евреи не занимали имущество, не брали, ну, может, кто-то и брал, а когда вернулись, без вопросов возвращали все, что наше. И еще встречали нас. Единственные на всем Северном Кавказе, кто встречал нас с нашим барабаном, с нашей лезгинкой, гармошкой, на платформе наши поезда встречали. Это были евреи. Понимаете? Больше мы никому не были нужны. Ненавидели нас все. Просто русские уходили с митингами, обратно их в Казахстан выгоняйте. Требовали в 50-е годы, уже в 56-х годах, 7-х, 8-х. А евреи нет. Евреи есть разные. Конечно, есть. Евреи есть разные. Бесспорно. Кто спорит. Нет, наши кавказские евреи, это не русские евреи были, это были горские евреи. Наши горские евреи это совсем другие люди, да. Я других не говорю, я говорю только про горских евреев. Вот у нас на Кавказе жили только вот наши, они были. А другие как вели, я не знаю себя. Сейчас, если еврей за русского, он кадыровец, он предатель. Сейчас уже еврей все должен определиться. Раньше он там пытался на двух стульях сидеть там с русскими договориться. Теперь уже еврей не может теперь сказать, что я теперь за Путина, за Россию там и так далее. Нет, сейчас уже не отвертишься. Да. Где вы читали это? Что именно? Что именно? Круче некуда. По поводу того, что евреи не заселялись и там или возвращали имущество. Об этом так наши нигде, такая молва такая ходила. Понимаете? Вот, например, у меня у поматери дедушки жил русский в доме. У него был свинарник там. Раньше коровник там был, а он вместо этого свиней там держал. И мой дедушка вернулся, брат дедушки. У него бумага была, он купил у него, у этого русского, свой дом. А по отцу дедушки жил аварец, дагестанец жил. Он тоже никуда не уходил. Потом у нас собрались люди, там уже начались конфликты. Например, по матери, то, что дедушка, брат дедушкин, он вычистил этот коровник, бывший свинарник, все выгнал живность, все почистил и поселился у себя в своем коровнике. В доме его жил русский. У дедушки по отцу то же самое было. Мой дед был образованный, там, заслуженный отец там. Там медали какие-то были. Его с фронта раненого отправили в ссылку туда к своим родственникам. И потом двоих там русских замочили в конфликте. Конечно, этих расстреляли там сразу, что случилось. Но уже начали с нами считаться. Кто-то своими жизнями пожертвовал. Потому что чеченцев расстреливали. И вот тогда уже нам начали продавать. А евреи так не делали. Евреи не спорили, не возражали. Ну, вот это все нам рассказывали. Вот, молва такая, нигде не читал. Когда приедешь в Киев познакомиться? Не знаю когда. Жила в Махачкале до 26 года, всегда все жили мирно, любви и в согласии. Я никогда не слышал, что у нас на Кавказе был антисемитизм. Никогда у нас не было. Да, русская пропаганда действовала, потом вот эта религиозная пропаганда началась, она тоже из России шла. Это такая чисто арабская тема была. Тоже вот этот был вот этот
В советское время очень сильно был вот этот, была пропаганда. Но так у нас никогда не было. Ты там не было. Так. Хорошо отношусь, как я к ингушам отношусь. Хорошо. Наши евреи самые лучшие. РУ радикал евреи это оружие Путина. Да, есть много евреев вокруг, которые, ну, по крайней мере, изображают из себя евреев. Посмотрим, что они за евреи. Теперь они должны определиться. Или они за... Ладно, когда чеченцев, украинцев, они могли что угодно говорить. Теперь, пожалуйста, определяйтесь. Или же вы уже и своих предаете. Ну, тогда вы чекисты просто обычные, гибнюки, такие же, как Кадыров, и все. Дюн, да, Дюн, в натуре. Залужный открыто выражал уважение к Дудаеву, Масхаду, поэтому это наш человек. Я не слышал эссе, чтобы он выражал. Я знаю, что это настоящий борец. Я ему верю, я его глазам верю. Я верю, что он на самом деле борется. И я его признаю. А все, ты мышка. И знаете, я еще тоже чувствую, уже начал уже я немножко, да, разбираться, да. Ночью чу воледиц, а дюч тулум. Асад, совор он, шак мадолшо. Тхоцадор душун, шак мад дюцер душун, бор душун. Вай ношиц имел анина, гуйтинга жвап дюар душун. Валлай дюар, дугасхшам бохка бел. Россия мош бош, илшпеш буй. Валлай дюар, дух шак тамадолшо. صور واد صور والله زدين خلع مور وصو والله وايش خلعت ودون وش واد صنا ورد خوي до. Я извиняюсь, но Кадырова я даже не считаю чеченом. Да, чеченцем, если точнее. Да. Все адекватные давно знают, что Телеграм 100% конторский. Я об этом давно говорю. Ну, можно жениться на украинке чеченцам? Муса, он где отдыхает? Можно жениться? Можно. Я тебе фетву такой даю. Если мужчина хочет жениться, он не должен спрашивать ни у кого, хочет он жениться или нет. Он должен делать. Но ты должен принимать сам. Это другая культура, другая... Это все сложно очень. Ей будет очень трудно, если ей в твою культуру переходить. Все это очень сложно. А так, конечно, мужчина коня, жену, кинжал выбирает сам, да он. В Грозном после 1957 года чеченцы с трудом возвращались, прописку не делали. Когда чеченцы что-то говорили на своем, русские говорили, разговаривайте на нормальном языке. Да, да. Aslanlar Lula Osenburg Antiwayne Uyuşma Мегалду. Руса. Асан говорит как есть. Да, Муса. У нас на Кавказе вообще никогда не стоял вопрос национальности. Даже война в Карабахе была спровоцирована, спланирована, оплачена Кремлем. Да. Евреи умные знали, все равно неизбежно. Знаешь, албанец,
На самом деле, когда как-то мы обсуждали с одним человеком, мне тот приблизительно, как ты сказал, но он не чеченец был, он сказал, они знали, вы вернетесь и у них заберете. Поэтому они не занимали ваши дома и там отдавали вам туда и сюда, не спорили. А ты знаешь, что мы были отправлены навсегда? Навсегда. Понимаешь? Больше мы не должны были на нашей земле больше находиться. Мы должны остаться были где-то там в Сибири, в Средней Азии, в Казахстане, где-то потеряться должны были. В Киргизии, Ингуши. Вот так мы рассеяться и там должны были остаться. Понимаешь? Они не знали, что мы вернемся. Они уверены были, все были уверены, что мы не вернемся. И русские, и дагестанцы не выходили из наших домов, когда мы возвращались. Потому что мы были слабы, когда возвращались. У нас не было денег. Вся власть была не наша. Населенные пункты, города, улицы, все было переименовано. Катарюрт назывался Тутовка, что ли, как-то. Все переименовывалось. Все населения, ничего не осталось. Грозненская область это была, уже не было ничего чеченского. Тебя за то, что ты чеченец, могли уничтожить там, понимаешь? Поэтому, да, евреи умные, но кроме ума еще у них была человечность. Вот эту вещь хотят всегда отказать им в этом. А я за ними это наблюдал. Вот часто очень. Понимаешь? Умные это хорошо, но никто не был уверен, что мы вернемся. Наоборот, все уверены были, что не вернемся. Евреи это свет для всех народов. Но не так сильно я сказал. Подожди. Я так не говорил. Ты, наверное, еврей. Я могу сказать, чеченцы свет для всего народа. Для всех народов. Сейчас мы поссоримся. Кто из нас больше богоизбранный? Аслан, не торопись жить, до новых свадеб надо доживать. Да без проблем, да. Я не тороплюсь. Телеграм безопас, по крайней мере, я там как только сообщение это ты так что Буря как не заговорил. Наша задача сохраниться, остаться в живых. Да. Есть случай, когда чечен женился на русском, а потом все дети стали Иванами, потому что дети воспитание в основном мать прививает. Да? Да, такое тоже бывает. Телеграм небезопасный. Телеграм это конторская тема. Я в этом убежден 100%. Просто там есть очень много чеченцев и как бы сейчас, видимо, закроют YouTube, все заблокируют на Рашке. И останется, скорее всего, вот Telegram оставят. Посмотрим, что из этого получится. Говорят, Авторханов сыграл огромную роль в возвращении чеченцев домой. Я тоже слышал, что он сыграл ключевую роль в этом. И грузины тоже, наверное, знали, что мы вернемся. Не знал никто, что мы вернемся. Все были уверены, что мы больше не вернемся. Но геноцид чеченцев признала даже Рашка. О чем ты говоришь, Рустам? Когда Рашка признала геноцид? Да, что мы там репрессированные, она признала, но никаких ни компенсаций, ни восстановлений. Просто посмотри, Ауховский район в Дагестане, который сейчас относится, это там люди свои дома не могут зайти, там живут дагестанцы. Понимаешь? Потому что ничего не вернули. Ничего не вернули. Сегодня много зрителей. Да, в последнее время люди потихоньку, информационная блокада прорывается. Люди потихоньку начинают к нам заходить, понимать, что мы, хоть сколько на нас ложь не лили бы, явилась истина, и сгинула ложь, воистину ложь обречена на погибель. Любая ложь рано или поздно, главное не сдаваться. Любая ложь будет повержена, да, Мула. Молодец, мы его сосватаем. Хотя у нас на Кавказе очень много семей микс. Я одна из них, но характер, внешность папина дочь. Так. Büyüstik, хил совар, büyüstik.
Насчет грузин я пошутил. Ясно. Евреи, их правительство Израиля всегда поддерживало русню, уничтожение народа ночью. Они всегда говорили, Чечня это русское, эльцинское, путинское дело. Прокомментируй это, если можно. Я слышал от Джохара Дудаева, что Израиль первым выразил протест против войны в Чеченской Республике. Это я тебе говорю, то, что на начало было. Потом, когда уже война затянулась, потом, когда наш Муцураев, помните, пел 12 тысяч маджахедов возьмут Иерусалим, там, тада-тадам, папам-папам и так далее. Вот если бы еврей пел бы, что 12 тысяч еврейских маджахедов возьмут мой Грозный, я бы евреев возненавидел бы. Понимаешь? И вот все делалось для того, чтобы мы потеряли поддержку от евреев. Поэтому в начале я слышал, Дудаев говорил турецким этим, маленький Израиль по сравнению с большой Турцией, влиятельной Турцией, маленький Израиль первый выразил, не мусульманский Израиль, первый выразил поддержку. Поэтому вот что я знаю. А то, что внутри России были евреи, да, были евреи. Например, когда я учился, у меня была преподаватель еврейка. Она, например, мне сочувствовала за то, что я просто чеченец. И у меня была позиция, вот, которую вы сейчас видите и знаете. Вот за эту позицию она меня уважала. И она меня поддерживала, она мне там подсказывала, заботилась обо мне. Но она это делала скрытно, пыталась не афишировать это. Так, поманит рукой, заходи, бабушка старенькая. Поманит и это, делай это, сделай это, то сделай. Направляла меня. Знаете, какие ценные и важные советы она мне давала? Тогда мне это было. Поэтому, а так, конечно, были евреи, которые, вот Соловьев, он говорит, что он еврей. Он такой же еврей, как, например, Владислав Сурков, Асламбек Дудаев, да, его, по-моему, зовут. Посмотрим, что они за евреи. Ладно, чеченцев, когда они. А сейчас посмотрим, сейчас, когда Хамас убил 1400 человек, сейчас как точные цифры, 1400 получается, 200 взял в заложник. Посмотрим, что теперь. Соловьев уже все, он показал, какой он еврей. Вот и все. А так, ну, все были, все. И кавказские народы, и самые близкие народы были. Все были, все было. Мы об этом уже обсуждали сегодня. Не буду я вновь катком сейчас по всем проходиться. Ну, что было, то было. И мы не будем скрывать ничего, ни про евреев не скроем, ни про дагестанцев, ни про чеченцев. Что есть, то скажем. Но есть вещи, которые можно что-то с пониманием отнестись, что-то время меняется, ситуация меняется. Таков вот мир несправедливый, абсолютно несправедливый мир, к сожалению. Знаешь, Мокш, دويل شو вежерижи. Давай, Хамзат, бюсте гадиш шо, давайте. Шушавега гелвел хирву хан ялуэн. Я еще немножко посижу, дю. Посижу. Горские евреи тоже много помнят. Все помнят. Так, баню, они новые ники делают, заходят. До того мяч. Так, да, Руслан, репрессия, правда, так слышал, в 92 году, когда немцы подошли к Чечении, местные евреи испугались геноцида, но чеченцы заверили, что мы их выдадим за своих, поскольку в отличие от Европы, от нас их труднее отличить. Да, не слышал, интересно.
Так, Асан, как ты думаешь, то, что чеченцы вернулись из высылки, и в этом есть заслуга Хрущева, как он был против Сталина, соответственно, против его... Нет, против его политики, нет, демократ. Это не была его заслуга, это была заслуга США и Великобритании. И в первую очередь Абдурахманова. а, Абдурахмана Авторханова, который и еще с Иордании там один чеченец был, и еще один ингуш там, как гласит повествование. Они везде писали, говорили, они пользовались большим уважением и в Америке, и в Англии. Они очень много сделали для понимания сталинского режима, именно вот Абдурахман Авторханов. И они это сделали. И Хрущев, который должен был отказаться от всех преступлений Сталина, а он сам совершал эти преступления вместе с Хрущевым, в той же Украине, например. Хрущев много где что злодействовал. Нужно было или взять эту долю на себя и нести ответственность, или все свалить на Сталина, сказать, что Сталин был плохой, а мы вот тут хорошие. И обойти вот это преступление самое кровавое. Мы еще многого не знаем, там ведь уничтожение просто массово происходило. Мы просто, многие истории неизвестны, люди погибли просто, семьями, населенными пунктами погибли целыми. И вот они вынуждены, они не могли ни объехать, ни обскакать вот этот момент. Вот как сейчас чеченский вопрос, для чего хотят нам сейчас там Закаева сделать, поддерживают его, русские поддерживают, всячески его там делают. Потому что обойти сейчас, чтобы сейчас русские сказали, что чеченцы не требуют, чтобы наказали виновных. Понимаете? Мы, если не будем, и не будет истца, который требует наказать виновных, все, тогда русские отделались легким испугом, все, и все закончится. Они на любые уступки пойдут, нам скажут, вот мы вам сейчас деньги дадим, как Масхаду обещали, там это сделать. То же самое было и в то время. Тогда Хрущев просто вынужден был, деваться некуда было. Нельзя было культ личности Сталина и все его преступления разоблачить и оставить геноцид чеченцев и ингушей. И они вынуждены просто были сказать. И тогда нам разрешили. И то, на каких условиях мы возвращались, а в наших домах жили русские. Никаких программ не было, ничего. Просто чеченцы уже, можно сказать, и они пошли, начали возвращаться. Вот как было. Ва алейкум ассалам, Рамзан. Немцы не заходили в Чечению, в Ашане. Да, Асколя, они не заходили, он не сказал, что они заходили. Он сказал, что когда они подошли, евреи волновались, потому что геноцид над евреями же устраивали немцы. И тогда чеченцы как бы еще не зашли, он не говорит, что они зашли. Немцы не знали так. Я был знаком с коллегами, воспитанниками Авторхан здесь в США. Они твою версию поддерживают о возвращении чеченцев. Очень обожали Авторханова. К сожалению, современные американские дипломаты уже не знают его. Да. Что ты знаешь о наших цифровых паспортах, которые были разработаны во время Дудаева? Это нужно, вопрос этот, его нужно адресовать нашему президиуму. Я мало чего знаю по этому поводу. Я знаю, что у нас здесь деньги наши хранятся в Мюнхене, в банке до сих пор. Напечатанные тогда деньги лежат в огромном количестве. Это есть. Асад, ты сам прорусский, ты подхолопник. Ты мне за американский флаг спрашиваешь. Хау белбо америка. Хайраск штуй, хайраск шан хайси, камци, синуа шадик до чуар латта, шадик цан дадилла, цан воха вилла, цан тихуч ашва.
хаху белбуса, ху флаг американский, ла еврейский, ла уэла, хаху белбу. Ха вообще ночь цаума доса, цоруац бошу, хома варсу горе, цорунсу, а шек дама вэло, цорун. Це elvies чуардет. Ресх американч даям це даям троа. И американч царилали, az ресх са хо уйтеруэцерон. Ам ресх шанец американч люшо. Если бы не эти американцы, тебя бы даже не оставили, твоих родителей не оставили бы. Еще в 44-м, 45-м, 6-м, 7-м. Так, друзья, я думаю, можно заканчивать наш стрим. Хорошо, мы сегодня поработали, Дион. Не обращай внимания сам. Ну, надо иногда им сказать, чтобы знали, а то они иногда думают, что они тут короли. Они подзабыли немножко. 2 евро, 2 доллара у них появилось на Мерседесе, безопасно там, и они подумали. Karan degos dílsból. Karan degos, amerikánus cegina, sudu karan deges, karan духш, де шуду вэскшандуй. Давайте, доезжу стрим. Дерес хушун, массерна, да, сидуэль ночью ом. Американцы законные ребята, и Америка классная страна. Сюда тысячами едут чеченцы сейчас. Да, да, мо, дерес массерна хулю хамзат. Массера бюз декалюэль, вежери, ежери, да, эту бойль. Все будет Ичкерия, слава Украине. Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль маш ойл бюс декалюэль массера. Давайте, гурдувай. В среду, наверное, на чеченском языке увидимся. Совершенно верно, СЦ. Поменьше стереотипов, поменьше